Добрый день, дорогие друзья. Мы поздравляем вас, во-первых, с продолжающимся праздником Святого Богоявления, который отмечали вчера. И проанализировав ваши просьбы, ваши анкеты, мы обнаружили, что большая часть пожеланий по темам посвящены вопросам отношений внутри семьи, в том числе отношений между поколениями, отношениями между родителями и детьми. И поэтому мы, начиная этот наш год, мы почти все темы, вот 3 темы из 4, которые запланированы сейчас с января по апрель, мы посвятили именно этой тематике. Сегодня у нас разговор о вере молодежи, то есть разговор о вере с точки зрения молодых. На апрель у нас запланирована, наоборот, тема с точки зрения старшего возраста, пожилого возраста. Я даже наперед скажу старости. Мы этого слова бояться не будем, наоборот, мы будем говорить о нем, об этом слове, о его подлинном значении, о его почетном значении, о его высоком значении. И в марте отец Филипп расскажет нам о воспитании с точки зрения традиций XIX века, о воспитании сейчас, в 21 веке, с точки зрения традиций XIX века. Итак, сегодня у нас разговор о вере молодежи. Разговор будет построен так, немножко попробую я рассказать, как я вижу эту тему, потом расскажет отец Иоанн. Потом у нас есть ряд вопросов, которые наши молодые участники нашего молодежного отдела Сыктывкарской епархии подготовили, направили нам от лица своих друзей, знакомых. И потом, естественно, как всегда, мы можем задавать вопросы друг другу, обсуждать, высказываться по всем темам, поэтому, пожалуйста, делайте себе пометочки, чтобы ничего не забыть. Сегодня мы отмечаем праздник собора Иоанна Предтечи. Он всегда отмечается на следующий день после Дня Святого Богоявления. И обратите внимание, что Иоанн Предтеча – это как раз человек, который посвятил себя на служение от юности. Так и говорится в Священном Писании, да, что он от юности вина и сикера не будет пить. И то есть это образ служения Богу, когда человек приходит не через покаяние, а через цельное служение. Мы знаем, что Господь через покаяние открывает двери всем. Это разбойник на кресте, да, это блудница, которую Господь принимает и прощает. Но все-таки есть между ними определенная разница. Вот, например, апостол Иоанн Богослов, он ведь тоже от юности. Мы знаем, что он из всех апостолов, он самый молодой. Он тоже от юности возлюбил Господа. Да, собственно, все ведь апостолы стремились к Господу от юности. Иоанн Предтеча, когда начинал служение, ему было 30 лет. Христос вышел на служение в 30 лет. То есть по нынешним понятиям это совершенно молодой возраст. Конечно, отчасти тогда люди быстрее созревали. Вот Александр Невский, например, руководил государством уже в 20 лет. В 20 лет руководил государством, отвечал за людей и одерживал военные победы. Так вот, он начал служить, Иоанн Предтеча, в 30 лет. Мученическая кончина последовала его спустя несколько лет, то есть когда ему не исполнилось еще и 35. И он показывает нам такой высокий образ служения, о котором сам Господь говорит, что нет больше его среди рожденных женщин. Понятно, что человек через покаяние, он тоже входит в Царство Небесное, но в Царстве Небесном разные, так сказать, степени, разные степени близости к Богу. И я хотел бы вам зачитать слова Иоанна Кронштадтского, слова отца Иоанна Кронштадтского, когда к нему обратились, когда к нему пришли молодые, как раз вот, учащиеся духовных школ, и задавали вам вопрос, как он смотрит на монашество. Ну и потом точно такой же вопрос был задан на священстве, и благословит ли он избрать этот путь жизни. Предложенный вопрос был, вот пишет автор, и мой жизненный жгучий вопрос. Итак, вдохновившись, сосредоточенно, ясно и раздельно, отец Иоанн отвечал следующее. «Я не знаю ничего лучшего в положении юноши, как отдать всего себя на служение церкви, со всеми своими еще не тронутыми и непочатыми силами. Об одном только при этом нужно заботиться, чтобы пройти свой жизненный путь благочестиво. Если вы это чувствуете, то Бог благословит вас». И действительно, вот когда мы приносим Богу силы свежие, силы не раскрытые, вот мы их посвящаем. Не когда вот уже все потеряно, все разрушено, и нечего уже принести, кроме покаяния, кроме слез, то Господь, может быть, больше доверяет, да, больше дает возможностей раскрыться, принести пользу уже не только для себя. То есть разбойник, каясь на кресте, он ведь уже, собственно, никого не мог привести к Богу. Да? Он мог теперь привести только себя.
А когда ты служишь Богу от юности, от молодости, в широком смысле, это касается не только, конечно, монашества или священства, это касается каждого человека, который служит Богу. Мы все служим Богу. То ты можешь привести еще и других людей. Вот в этом состоит, мне кажется, принципиальное различие. Юность – это первое, что я хотел сказать. Юность – это время, вторая мысль, когда человек уже свободен от родителей, свободен. Он чувствует, что вот он уже не обязан во всем слушаться и подчиняться. Но еще не созрел, на самом деле, не созрел духовно и не созрел в социальном плане. У него нет еще, как правило, такой постоянной работы, которая полностью бы его обеспечивала. Нет еще своей семьи или семья еще в стадии становления. Поэтому это время наибольших опасностей, это время наибольших ошибок. Одно уже закончилось, другое еще не началось. Вот послушаем, как об этом пишет святитель Феофан Затворник. Надо сказать, вообще большой знаток внутреннего мира человека. Он показывает такие вот тонкие повороты мыслей, чувств, что даже удивляешься. То есть насколько он познал свою душу, настолько же он до нас эту мысль доносит. Река жизни нашей пересекается волнистой полосой юности. Книга, кстати, называется «Путь ко спасению», один из классических его трудов. Это время воскипения телесно-духовной жизни. Тихо живет дитя и отрок, мало быстрых порывов у мужа, почтенные седины склоняются к покою, одна юность кипит жизнью. Надобно иметь очень твердую опору, чтобы устоять в это время от напора волн. Самая беспорядочность и порывистость движений опасны. Начинаются первые собственные движения, начатки пробуждения его сил, и имеют для него всю прелесть. Силу и свое влияние они вытесняют все, что прежде было положено на мысль и сердце. Прежнее для него станет мечтой, предрассудком. Только настоящие чувства сейчас для юноши истины, только они имеют действительность и значение. Но если он прежде пробуждения этих сил связал себя обязательством исповедания и жизни христианской, тогда все возбуждения, как уже вторичные, будут слабее и легче уступят требованию первых уже потому, что те старее, испытаны, избраны сердцем, а главное, скреплены обетом. Действительно так вот, мне вспоминается один молодой человек, подросток буквально, юноша, который рассказывал, как он борется со своей страстью, со своим влечением к противоположному полу, как ему было тяжело, то есть, вот, как ему молитвенные усилия приходилось предпринимать, чтобы держать вот этот вот огонь, чтобы удержать его, так сказать, в стенках, в печи, в камине. Но ему это, хоть и с трудом, но это ему удавалось. Почему? Потому что у него был навык определенный. То есть он с детства был приучен вот ко всему духовному, церковному, молитвенной жизни. И у него, по крайней мере, были инструменты. А сила любви к Богу – это единственная сила, которая может противостоять вот, инстинкту половому. Потому что она на самом деле мощнее, она сильнее. Потому что ради Бога человек, мы знаем, что избирает и путь безбрачия, и путь монашества. И поэтому, хотя эта сила у большей части нас, она как бы такая, она дремлет, она в таком в пассивном состоянии, но если ее развить, если дать ей настоящее раскрытие, то она на самом деле позволяет человеку совладать с движением своей плоти. В книге Екклезиаста в 11 главе написано следующее. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по ведению очей твоих». То есть он как бы призывает, что да, вот, всем пользуйся, всем наслаждайся. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что и детство, и юность суета. Все и суета. То есть и даже те порывы, которые бывают, вот кажутся нам такими романтичными, открывающимися двери, они тоже суетные, они проходят. И вывод, к которому приходит Екклезиаст в конце своей книги, что выслушаем сущность всего, что бойся Бога и заповедь его соблюдай. То есть в этом суть вещей. Все остальное является суетой. И действительно, мы несем ответственность. Мы несем ответственность за тот выбор, который мы делаем именно в годы молодости. Потому что это те годы, когда человек, образно говоря, представляет лестницу. Знаете, вот представил лестницу к какому-то окошку, лезешь, а потом обнаруживаешь, что ты, оказывается, не к тому окошку ее приставил. И теперь, чтобы тебе попасть к другому, тебе надо слезть полностью вниз, переставить лестницу и снова лезть. И также и здесь. Те ошибки, которые совершены вот именно в этот период, они особо дорого даются, потому что чаще всего эти ошибки бывают и
в сфере личной, в сфере профессиональной. Например, человек выбирает профессию, вот он учился, 5 лет проучился, еще несколько лет поработал, а потом понял, что это совершенно не его. Вот, и целые 8 лет израсходовано. Вот. Ну, надо ли говорить, что ошибки в семейной жизни даются еще дороже. 5-я заповедь нас призывает к почитанию родителей. Безусловно, и родители сами, опираясь на эту заповедь, требуют послушания от детей. Но 5-я заповедь, если ее толковать широко, она подразумевает послушание не только родителям, она подразумевает послушание вообще старшим. Старшим по должности, старшим по званию. И молодость – это время, когда человек уже к авторитету родителей ищет еще и внешние авторитеты. Авторитеты в лице учителей, тренеров, то есть людей во внешнем мире. И родителям со своей стороны, вот про эту 5-ю заповедь полезно знать, что она всегда сочетается еще с одной заповедью, которая сказана на первых страницах Библии. А там сказано следующее, что оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей будут двое в плоти. То есть, когда человек уже достигает возраста зрелости, когда человек способен создавать свою семью, он, по библейскому слову, он же выходит из прямого послушания родителям. У него остается почитание. Почитание как забота, почитание как советование, почитание как взятие благословений, почитание как молитвенная забота о родителях. Но прямого послушания уже нет. И так должно быть. Бог так установил. И сами родители иногда об этом забывают. То есть они требуют послушания от 30-летних детей, от детей, у которых есть свои дети, от 40-летних иногда. И печально бывает иногда созерцать, что идет у родителей забота о деточке, а деточке уже самому скоро 50 исполнится, вот, но за него решает все. Поэтому вот одну мудрость я услышал, еще даже когда в церкви не был. Вот, в народе говорят, детей надо отпускать. Детей надо отпускать. То есть вот давать свободу действий, доверять, вдохновлять, верить в них. Это я вот сейчас открываю как бы следующий смысловой блок в своем выступлении. Это то, что обращено уже как бы от лица, можно сказать, молодых, да и от лица Божьего закона, обращено к самим родителям. Это не твоя игрушка, ты должен не распоряжаться этим, да, а то, что ты должен нас отпустить, вовремя отпустить. Это не твое. Это не твое, Чаще да. всего мы относимся именно к тому, что это мое, это моя. Вот, это мой ребенок, я сам знаю, как ему лучше жить. Я хочу прожить за него, скажем так, жизнь. Вот это и вот есть проблемы отцов и детей, в большей части, да, это со стороны отцовства. Ну да. А говорят же, что Бог дает нам детей, Он доверяет нам, Он дает нам возможность их зачать, родить, воспитать, но не для себя. Не для себя. Вот сама мысль о том, что мы рожаем детей для себя, она в корне исходно неправильна. Она уже несет в себе печать вот этого собственничества, такой вот гордости, да, что это вот мой ребенок, и значит я вправе им распоряжаться, прерывать его жизнь, например, да, или там решать, кем он станет по профессии, или за кого он будет выходить замуж. Вот это, кстати, тоже одна из неправд, которая была в прежние времена, что человек фактически не мог создать семью только по своей воле. А в таинстве венчания, и это было нарушение Божьего закона, на самом деле, потому что в таинстве венчания задается вопрос, ты имеешь свободное произволение взять себе в мужья такого-то человека, взять себе в жены такого-то человека? И люди большей частью говорили неправду, они говорят, да, имею. Хотя на самом деле они не имели свободы. Им вот дали человеку, сказали, вот ты будешь жениться на этом. Вот. И это может быть одна из тех причин, что случилось. Один из факторов, что случилась революция, что вера вот резко потеряла для людей значение, потому что вот это вот лицемерие, которое сплошь присутствовало тогда, вот, оно, конечно, подрывало доверие к вере. Да, надо советоваться с родителями, да, надо учитывать их мнение, да, оно очень важно, но по большому счету человек все равно должен выбирать сам. Возлюби Господа Бога твоего. Вот само слово твоего, оно очень не случайно в этой фразе. Твоего – это значит твои отношения с Ним, твои личные. Я не могу с Богом построить свои отношения, например, через маму. Вот у нее свой путь, она так пришла, вот у нее свое видение, у нее такие акценты, она так понимает веру, она вот этому уделяет больше значения. Я могу что-то позаимствовать, но я все равно должен построить свою, да? Я найду свои моменты. И так и у всех у нас. И это чудно, потому что Господь нам дает, вот Он доверяет. Он в каждом из нас ценит личность. Не просто видит в нас друга такого-то человека, или там духовное чадо такого-то отца, или там дочь такого-то, такой-то матери. Нет, для него дорог каждый из нас как сам по себе. Делать акцент, это вот продолжая мысль по
обращаюсь от лица молодых, часто слыша их вот мнение, я как бы это все собираю и озвучиваю по отношению к родителям, к бабушкам, делать акцент не на обрядах, а на содержании. Очень часто мы в вере пытаемся увидеть вот суть веры именно в выполнении обряда. Вот, допустим, привык человек причащаться раз в месяц. Для него вот эта регулярность, обязательно причащение раз в месяц, она является нормой. И отступление от нее – это уже как бы отступление от веры. А это не совсем так. Потому что у нас нет такого строгого правила причащаться раз в месяц или там даже раз в год. Но есть условное правило, не реже раза в год, но оно очень условно. Поэтому если, например, молодому человеку хочется причащаться реже или чаще, то к этому надо относиться спокойно. Надо делать акцент на содержании, на самой сути, на сути веры. Не на ее внешней обрядовой стороне, потому что молодому человеку, как человеку искреннему, а молодость – это время такой особой искренности, особой честности, особенной неприязни вот, к лжи, к фальши, это хочется как раз вот не внешнего, а хочется внутреннего, хочется искренности. Приобщаться к интересам молодежи. Вот часто жалуются молодые люди, говорят, ну я смотрю вот такие фильмы, да в них нет ничего плохого, я готов их обсуждать с родителями, они даже слышать об этом не хотят, говорят, да что ты там чушь всякую смотришь, слушаешь, читаешь, даже слышать это не хотим, все, вот сами смотри. На самом деле разрываются от этого отношения, теряется взаимопонимание, не так ли? Разве не так происходит? Так и происходит. А почему бы не сесть и не посмотреть этот фильм? Пусть с вашей точки зрения он не очень привычный, может быть даже не очень приличный, так это же как раз повод поговорить, обсудить и ненавязчиво поделиться своей точкой зрения, своим взглядом, выслушать его точку зрения, а потом поделиться своей. Ведь взаимный обмен возможен тогда, когда люди одинаково слушают друг друга. Никогда есть только два мнения, мое и неправильное, а когда есть мое мнение, есть другое мнение. Я готов поделиться своим, готов выслушать другое. И когда человек чувствует, что его мнение услышали, что его действительно не перебивая выслушали, это очень ценно. Он готов тогда слушать. Вот. Я, по-моему, на прошлой беседе уже делился впечатлением от одного круглого стола, который проходил в ноябре, вот здесь у нас в Сыктывкаре. Туда пригласили молодых людей, обсуждалась тема сохранения жизни зачатых детей. Вот. И говорили все взрослые. И когда потом вдруг вспомнили, что там сидит молодежь, дали ей слово, попросили ее высказаться. Вот. Она, конечно, не была готова высказываться, молодежь вообще не очень любит выступать на публике. Поднялся один молодой человек, он начал говорить. Я думаю, слава Богу, сейчас мы послушаем, хоть что скажешь молодежь. Вы думаете, его дослушали? Нет. Буквально минуты не прошло, как тут же уже кто-то захотел ему что-то пояснить, кто-то захотел тут же его переубедить, кто-то захотел тут же сказать свое, что ему пришло в голову вот в ходе этой речи. Мы его просто не дослушали даже до конца. Не то, что там мы приняли, подумали об этом, обсудили, мы его даже не дослушали. Не дослушали. Желающего выступить человека. И вот это наша очень большая проблема. Неумение слушать. Неумение даже просто хотя бы выслушать, дать человеку высказаться до конца. Не ставить ультиматумов. Мне кажется, вот это тоже ошибка всегда всех старших по отношению ко всем младшим. Вот обязательное требование с ультиматумом. Иначе будет то-то, иначе будет то-то. А ведь это отношения авторитарные. Но они допустимы, конечно, по отношению к малышу, но к подростку даже, тем более к человеку молодому, они недопустимы. Там должны быть отношения не авторитарные, не то, что я решил и так будет любой ценой, а отношения авторитетные. Чем отличается авторитет от авторитарности? Я решил, но ты, пожалуйста, реши сам. Но я в силу своего опыта, я знаю, что мое решение правильное. Даже если ты сделаешь по-другому, может быть, ты со временем придешь к пониманию того, что да, ты уже должен слушаться не в силу принуждения, из-за того, что я тебе денег не дам, а потому что, убедившись раз, два, три в том, что папа или мама говорит правильные вещи, ты просто будешь с ними советоваться. Есть такая шутка о том, что в 15 лет нам кажется, что родители ничего не понимают в жизни. Вот. В 20 лет мы замечаем, что они существенно поумнели, а в 30 лет мы бежим к ним советоваться. Вот. Понятно, что родители сильно не изменились за эти годы, а меняемся мы. Значит, от полного отрицания какого-либо авторитета, наоборот, мы идем к советованию. Не заставлять ходить в храм. Вот я уже сказал про обрядовую сторону. Хождение в храм – это тоже обрядовая сторона. Конечно, да, у нас есть заповеди Ветхого Завета о том, что 7-й день посвяти Богу. Но Господь зовет нас поклоняться в духе и истине. И человек должен к этому сам прийти.
вот сам прийти к тому богослужению, которое совершается в храме. Поэтому ультиматум здесь, вот, что ты обязательно идешь, а иначе ты, допустим, мы тебя там куда-то не пустим или еще как-то на тебя будем воздействовать, это только отвергает человека от церкви. Ни вольник, ни богомольник. Может, я не говорил бы об этом так глубоко и с разных сторон, если бы не приходилось буквально ну, не ежедневно, конечно, но очень часто, и здесь в самое недавнее время, с этим сталкиваться. А если не заставлять, а тогда что делать? Вот что делать, когда ты чувствуешь, что ребенок, молодой человек, он как бы отходит от веры, отходит от твоего влияния, отходит, может, от Бога даже. Не заставлять, а показывать. В себе показывать плоды. В себе показывать плоды. Плоды вот этого духовного делания. Любовь, радость, мир, долготерпение. Если они есть, он все равно разберется. Вот это вера старца Порфирия, Ковсоколевита, он говорит, он ничего не говорит детям. Если они уходят, не слушаются, ну пусть идут. И даже когда они придут и потом и скажут, все, я понял, что да, вот гулять там допоздна и с такими компаниями это плохо, вы не говорите, ну, я рад, что ты наконец образумился. Просто даже в таком случае скажите спокойно, что, ну, хорошо, поступай так, как считаешь нужным. Просто молитесь. Молитесь, и Господь через вашу молитву, Он сам найдет способ донести до человека правильное понимание. Отец Максим, простите, пожалуйста, вот здесь небольшой комментарий, очень важный на самом деле. Даже не то, что, там я помню эту беседу отца Порфирия Ковсоколевита, старца Порфирия, вот, где он говорил, что нужно перевернуть в хорошее, доброе. Я готов тебя принять таким, как ты есть, я готов с тобой разделить это счастье. Слушай, оказывается, очень у нас много схожего, слушай, а вот это. То есть не то, что действительно он говорит, что упреки – это не путь выхода, а наоборот, любовь, объять свое чадо любовью, предоставить ему, конечно же, выбор, да, но любовь самый главный двигатель семейных отношений, стержень семейных отношений. Вот, и это он, наверное, имел в виду, что дать положительное, то есть чтобы и самому ребенку было комфортно. Почему он уходит из семьи? Потому что у него совершенно другие представления, да, ему некомфортно здесь со мной, да, почему некомфортно? Это вопрос, нужно задать себе. Почему ему не хочется здесь оставаться? Вот мы должны все-таки сделать все, ну, отчасти все, да, ну, большинство, все, чтобы сделать ребенку здесь для нас, скажем так, комфортные условия. Я не говорю о грехах, а услышать, дать любовь, альтернативу вот в этом плане. Да. И старец Порфирий, кстати, подчеркивает, что вот воспитывая ребенка, вот в детстве, когда он еще, так сказать, в наших руках, вот мы тогда должны заложить любовь к молитве, любовь к Слову Божьему, любовь к таинствам. И, конечно, он на нее потом посмотрит критически, когда достигнет подросткового возраста, ему будет к чему вернуться. Да. А когда иногда отвечаешь на вопросы мамы, у которой, например, ребенку 13 или 14 лет, и он совершенно вышел из какого-либо контроля, подчинения, спрашиваю, а в детстве он был как-то вот, ну, приобщен хотя бы к духовной жизни, вы что-то с ним читали, молились, говорили о духовных вещах? Нет. Если слышишь ответ нет, думаешь, а как тогда, вот за что зацепиться? Тогда вот действительно только остается вот единственная надежда молитва. А если в детстве это было заложено, он сходит в эти компании, он поймет, что там, ну, не то. Там нет той любви, к которой он привык вот в детстве, когда в семье согласие, когда вот какие-то праздники семейные. Вот. Рассказывали мне об одном исследовании, говорят, у детей, у которых в семье какие-то проблемы, у них в душе начинается инстинкт разрушения. То есть они готовы вот рвать, ломать, какие-то картинки рисовать нехорошие, обзываться, там, воровать и прочее. Вот это инстинкт у них разрушения, он идет от семьи, от неладов в семье. Но буквально 1-2 праздника семейные, проведенные вместе, вот когда вот все вместе все делают, вот планируют, распределяют, кто в чем участвует, и вот этот вот именно семейный праздник, ну, даже, допустим, посвященный Рождеству Христу, и все. И совершенно психологические тесты показывают полное изменение вектора души ребенка. Он уже не разрушитель, он уже созидатель, он готов уже что-то предлагать, он готов учиться, он готов беречь, он готов защищать, он верит в добро. Еще один момент. Есть форма, есть содержание. Вот мы, допустим, привыкли, что для нас вот форма – это книга. Мы считаем, что книга – это добро. А для молодого поколения форма – это электронное устройство, телефоны, планшеты. Это форма другая. Содержание может быть то же самое, то, что там читается. Но мы говорим, видя непривычную форму, мы говорим, что сейчас все в этих телефонах сидят.
Вот. То есть мы как бы уже заранее объявляем вот это, вот то, что это зло. А это ведь неправильно. Что они там делают, сидят? Так, то же самое, может быть, и читают то, что мы читаем в книгах. Когда-то ведь книга была точно такой же инновацией. Когда-то люди не имели книг, они просто устно друг другу передавали притчи, рассказки, Священное Писание, передавали из уст в уста. И когда книга появилась, тоже ведь многие люди были против. Мы же не говорим, что сегодня, что книга – это зло. Книга была когда-то такой же новинкой. Поэтому терпимо относиться к формам и видеть за формой содержание. Вот. А как детям влиять на родителей? Вот интересный вопрос. Это уже часто слышат молодые. Говорят, вот если молодой человек к вере пришел, а родители, наоборот, не очень. Такое бывает. Как влиять на родителей? Конечно, поучать родителей не получается. Вот у нас, например, так получилось, что у нас, вот, например, папа в семье, он пришел позже немножко к вере. И когда я чувствовал, что я иду впереди него, я пытался его где-то там поучать, делать замечания, как бы тем более пользуюсь сам. Вот. Но я понял, что для него это категорически неприемлемо. То есть он несколько раз так грубо на это отреагировал, что я понял, что вот в данном случае заповедь о почитании родителей, она важнее. Поэтому дети не вправе поучать родителей. Они могут поделиться. Вот сесть, откровенно рассказать, почему я так верю, что я в этом нахожу, что меня тянет, например, на молодежное собрание, на службу, в храм. Вот это вот родителю это всегда будет интересно. Поделиться. Рассказать о себе. Не то, что там, ну вот ты почему не ходишь, вот надо молиться, обязательно надо молиться. Почему не молишься? Вот. Или ты мало молишься, а надо много, вот молитва слова, вот читай так. Но для родителей это неприемлемо, потому что Бог установил так, что родители учат детей, а не дети родителей. Вот. И опять же показывать плоды. То есть говорить не столько о формах, не столько об обрядовой стороне, сколько о сущности, о содержании. И когда человек захочет содержание, вот когда он поверит в эту любовь и поймет, что у него ее нет, он тогда задаст себе вопрос, а где мне ее взять? А как мне ее научиться? Да, я хочу любить. И знаете, как-то выступал в одном техникуме, и там парни такие сидели, такие грубоватые по поведению. Вот. Они так всячески показывали такую иронию по отношению к тому, что я им вещал. Вот. Но когда там появились на слайде слова апостола Павла о любви, что любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, один из тех, который больше всего показывал, что все это ему неинтересно, он вдруг совершенно искренне, это видно было, что это не наиграно, он расставил и задал такой вопрос, а как научиться любить? Вот ему видно было, что это ему действительно интересно, ему хочется научиться такой любви. И он задал вопрос, а как? И вот когда человек созреет до такого вопроса, а как? Вот тогда уже можно говорить, да, вот молитва, это путь к любви. Потому что любви мешают страсти, которые живут в твоем сердце, жадность, зависть. А молитвой, постом, таинствами ты их побеждаешь, ты их преодолеваешь. Вот тогда уже пойдет разговор о средствах. Сначала должен быть разговор о цели, а потом должен быть разговор о средствах. Что еще рассказать? Вот в послании к Тимофею, интересно советует апостол Павел, Тимофей был молодым. Юношески похоти убегай. Убегать, он говорит, учить людей. Юношески похоти убегать, а держаться правды, веры, любви, мира. Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. То есть, иногда же нам говорят, что вы там молодые понимаете, ничего вы не понимаете. Вот. А на самом деле ведь духовное достоинство человека определяется не паспортным возрастом, а его реальной жизнью. И бывает так, что тот же Порфирий Соколевит, он ушел в монастырь, по-моему, 10 лет, или что-то вот такое. Вот. Ясав Белгородский, пошел на служение к Богу очень рано. И преподобный Сергий Радонежский тоже рано воспылал такой любовью к Богу. Серафим Саровский. Почти все великие подвижники, практически все, они на самом деле служили Богу от юности. И последний, наверное, чем я завершу монолог, это вспомним еще притчу о блудном сыне. Это тоже притча о молодости, о том, что человек, выбирая свою дорогу, он оставляет отцовский дом, оставляет свои отношения к Богу, уходит на страну далече, проматывает, разбазаривает, пропивает свое имя и достояние, а потом он возвращается. И Господь его принимает. Как в образе этого отца, он бежит ему навстречу, он его ждет.
Поэтому вот эта притча раскрывает суть отношений каждого человека с Богом с точки зрения возраста. Да, отец Иоанн. Да, отец Максим, спасибо Господи. На самом деле хотелось вот дополнить, не то что дополнить, а поделиться тоже своим, что у меня есть. У меня есть самое богатство большое – дети. А вчера у нас Андрюшка, это 3-летний сынишка, Андрюшка, нарисовал, ну, наверное, для него это великая картина на обоях. А для нас это было что-то хаотичное, непонятное. Но это на самом деле, если бы это было за дверью, мы бы меньше, наверное, на это обратили внимание и, может быть, даже не сразу же как-то отреагировали. А я расскажу, как мы отреагировали. Но это было на самом видном месте, там, где выключатели, там, где, ну, если же повернуться буквально с левой стороны, сразу же это будет Пикассо, вот, его творение. Наша реакция была следующая: ну, молодец, хорошо ты нарисовал. Вот. А у нас есть специальная комната, где они занимаются вот наскальными росписями. Специальная комната, которая не расклеена обоями, а чисто вот стены голые, белые. Они раньше были белыми, а теперь они полностью разрисованы вот, своими маркировками, своими граффити. Вот. Я помню свое детство, когда я тоже нарисовал на обоях. Ну, примерно мне чуть побольше было, наверное, чем Андрюшке. И, конечно, родители мои сразу же отреагировали, что так нельзя делать. Я запомнил на долгие годы, что так можно делать, наоборот. Чего не хочется, то и нужно. Чаще всего именно это и работает. Чего нельзя, что мы чаще всего запрещаем, то и хочется. Но из этого я, конечно, не стал великим художником, да и, в принципе, рисование мне как-то не очень присуще, но это отношение к ребенку мне осталось, что нельзя наказывать за такие провинности. Более того, есть книги психологов, которые говорят, что есть даже такой случай. Одна мама, придя домой, увидела, что ее ребенок разрисовал, не знаю, по-моему, стол. Неважно что, но было что-то очень сильно разрисовано. Видимо, очень сильно ребенок трудился порадовать маму. Ну, скажем так, нормальные родители, в кавычках, что сделают? Так, нельзя, пошел в угол, ремень, что-то еще, да, ай-яй-яй. Вот. Что сделала мама? И, в принципе, мы этим воспользовались сейчас. Она сказала: как красиво, какое художество, ты это сам? И из-за этого ребенок стал хорошим художником. Он потом просто делится, почему он пошел по этому пути, почему он стал. Мама уделяла этому время, то есть она похвалила его, молодец, не отбила сразу же. Это очень важно, чтобы не отбить вот такими вот нашим мнением, нашим видением, да, таланты детей. Вот. И ребенок тем самым стал возрастать. Мама стала с ним работать, и он стал возрастать в своем же художестве, в своих дарованиях, талантах. Вот. Но небольшое подкрепление из Священного Писания. Апостол Павел пишет Тимофею о том, что отцы, родители не должны досаждать своим детям. Раздражать, да. Ну, то есть это важно, чтобы мы не просто назидали, да, вот как отец Максим правильно сказал, что не должно быть у нас авторитарное, да, а должно быть авторитетное какое-то отношение, да, именно с любовью. Тут наше слово «мудрость» чаще всего мы понимаем неправильно. Не мудрость, потому что вот я так вижу, а мудрость именно с помощью Божьей. Мы должны свое видение, даже есть такой даже вопрос здесь, чтобы видеть волю Божию, нужно молиться, нужно просить Бога о том, чтобы Господь дал мудрость. Мудрость будет дана, главное, чтобы ее просить, нисколько не сомневаюсь, что Господь ее даст. Через некоторое время все равно мы увидим, что как-то мы не сами это говорим. Даже будучи еще не в священном сане, я думал, ну как я буду исповедовать, что это будет? А иногда мы говорим, священники, не свои слова, совершенно не свои. То есть не так, как мы бы хотели, не так, как мы сказали бы, а Господь дает то, что нужно сказать, сделать, поступить.
Но это не без Божьей помощи, то есть не нашей просьбы к Нему. Это важно. Еще один момент. Я, может быть, не совсем согласен с отцом Максимом, и хотелось бы обрисовать такую картину о том, что причащаться необходимо. Да, мы не должны навязывать, что вот ты один раз в год обязательно, вот, чтобы... Но есть то, что мы можем дать – любовь. И эта любовь обретается в общине. Свои годы вспоминаю, обучаясь в Сосногорске, в кадетской школе. Отец Сергий Филиппов, знаете, наверное, этого священника, очень такого богатыря нашей веры. И с помощью его проповедей, его образца поведения я все-таки стал ходить в храм. Но и еще самое важное для меня тянуло в храм. Там были мои друзья. Я не находил друзей среди своих же сверстников в школе, по партии школьной. Не мог ладить, как-то мы на разных языках говорили. Но именно это общение духовное, с кем я мог бы поделиться своим сердцем, своими переживаниями, я вот нашел в храме, с теми ребятами, которые были в этом храме. Да, может быть, и многие из них потом в дальнейшем разлетелись, ну, как обычно бывает, разлетаются из гнезда птенчики, также и мы все разлетаемся кто куда, вот. Но это мне помогло возрасти, это мне помогло встать на ноги духовно. И видя этот пример, почему мы занимаемся этой молодежной деятельностью, хочется передать вот этот опыт, это общение, эту любовь совместную. Но она должна быть не с принуждением, она должна быть с любовью. Любовь – самое главное. Нам вместе хочется быть, потому что среди нас Господь, Христос. И единственное, что нам дается верным, да? Может язычник заходить в храм, ставить свечи, язычник может и писать записочки из-за своих родственников, и даже иногда бывает, что подают записочки некрещенных людей, но самое главное, что верные могут сделать, это причащаться телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. Причащаться телу и крови. Это нас объединяет единой чашей. Вот это единение я получил в храме. Вот это единение было там, в Сосногорске, в храме Серафима Саровского преподобного. И действительно чувствовалась такая нужность и важность твоего общения с Богом. И мы вместе обращались к Господу. Для меня это было откровением на многие годы. И до сих пор я вспоминаю это время с таким благоговением, с трепетом. Отец Максим, спасибо Господи. Да. У нас есть ответы. Есть у нас список вопросов, которые были заданы нашими молодыми людьми. Вам интересно, наверное, интересно послушать? Вопросы серьезные. Некоторые из них требуют целой отдельной беседы, поэтому придется на них коротко ответить, а потом раскрыть их в последующих беседах. Можно ли ставить изображение иконы на заставку компьютера или телефона? Это дело вкуса, никаких строгих правил нет, но мне кажется, что всему есть свое место. И иконам, соответственно, тоже есть свое определенное место. Конечно, хочется видеть изображение любимого всегда везде, а если ты любишь Бога или любишь святых, то хочется видеть в том числе, может, на экране телефона. Мне кажется, когда поверх иконы находятся, кстати, тоже называются иконки, да, то есть изображения разных приложений, то это уже как искажение образа иконы. Мне это не очень нравится. Я видел как-то у одного знакомого, вот он как раз мне показал, он говорит, смотри, я даже икону поставил на заставку. Вот, я когда посмотрел на это, когда она вся увешана сверху этими другими иконочками, то мне это не очень понравилось. Мне кажется, иконы должны быть там, где мы молимся, то есть в красном углу. И сразу же тогда вопрос, а зачем нужна молитва, если Бог и так все знает, да? Это вот это же, наверное... По очереди, я вопрос. Отвечай. Хорошо. Мы можем и молиться молча про себя, ведь иногда мы даже лежа, может быть, там, в постели, да, обращаемся к Господу. Я вот сейчас ехал, никак не мог найти нужный аппарат для съемки. Вот, думаю, Господи, помоги мне, не могу, я это не говорю, не произношу вслух, а про себя. Господи, помоги, направь как нужно, да будет воля Твоя. Я уже не могу. До этого я не молился, пытался сам сделать, так как мне это виделось.
Вот. Но Господь вмешался в процесс и дал то, что нужно было. И действительно, лучше этого ничего невозможно было сделать. Лучше этого в этот момент, в этот час, в эту секунду, вот все получается так, как нужно, когда мы обращаемся даже тайно. И Господь все знает действительно про нас и о нас. Я вот по этому вопросу бы еще хотел добавить, что молитвы, они ведь не только выражают нашу просьбу, доносят ее до Бога. Бог действительно знает все. Но одно дело знать, а другое дело услышать. Вот когда ребенок ходит виноватый, и, допустим, он раскаялся, он признал свою вину, но мы ведь что требуем? Мы требуем, чтобы он подошел и сказал. А если он, допустим, говорит, а зачем мне это говорить? Вы же так знаете, что все, мне уже стыдно, я больше так не буду. Нет, надо сказать. Потому что слова фиксируют, да, слова являют то отношение. Одно дело, когда ты все в голове подумал, неизвестно что. А другое дело, когда ты произнес, то есть вынес из своей души наружу. Это уже слово явленное, и оно уже влечет за собой определенные отношения. Одно дело, когда мы что-то у себя в душе несем, а другое дело, когда мы произносим это словами Богу, это строит наши отношения. И второй момент. Вот тут сказано так, зачем чужие молитвы? Да, действительно, мы молимся молитвами Яна Златоустова, Василия Великого, Симеона Нового Богослова, Симеона Метафраста, да? То есть людей, подвижников. Почему мы молимся их молитвами? По той же самой причине, по которой мы, приходя в художественную школу, мы осваиваем те техники, которые разработаны до нас за много веков. Потому что прежде чем стать мастером, надо научиться сначала писать так, как писали мастера. И вот когда ты научишься владеть определенным мастерством, ты потом можешь уже создавать свою технику, уже свою школу, уже что-то новое предлагать. Есть исключения, есть исключения. Есть такие дарования, которые ничему не учась, они, конечно, просто вот с детства сами уже могут что-то предложить. Молитва нас формирует. Мы же, произнося эти слова, мы себе формируем определенный ход мыслей, определенное представление о себе. А то ведь так и вспоминается Петросян. Где-то в 90-е годы, помню, у него была такая юмореска о том, как стоит новый русский и говорит, Господи, ну накажи их, там, они мне долг не возвращают. Да? Тоже молитва, тоже молитва. Но Господь же нас учит совсем другой молитве. Фарисей стоит в храме, он тоже молится. Мы так молится по-другому, поэтому мы молимся так, как надо молиться, чтобы научить себя вот этому смирению. А то своими словами иногда может быть и правильная молитва, иногда и, наоборот, очень вредная. Так, теперь очередь моего вопроса. Да? Православные отмечают День семьи, любви и верности 8 июля. А стоит ли как-то поздравлять друзей и знакомых с 14 февраля? Мое личное мнение, может быть, кто-то скажет по-другому, что поздравлять с этим праздником не стоит, потому что он не признается православной церковью, и, во-первых, у нас нет такого святого, святой Валентин, который бы там венчал действительно влюбленных. Вот. А во-вторых, этот день сегодня уже в практике, может, он и имеет какое-то благочестивое происхождение, но сегодня в практике он превратился в день блуда. То есть в день, не только, конечно, там, может быть, и люди в законном браке состоящие друг друга поздравляют, но это как раз повод для таких отношений, не обязывающих друг друга. В школе это поддерживается, вот эти сердечки, признания. Отец Максим, хотелось бы приукрасить еще, сгустить краски. Еще даже сгустить? Да, еще сгустить краски. Мы не поздравляем друг друга. Слава Богу, что мы не поздравляем друг друга с днем ЛГБТ-сообществ, простите за такие слова. Да, такие уже есть, те тенденции. Поясним для тех, кто не знает, гомосексуальные. Да, те люди, которые не такие... болеют этой страстью, я сказал бы так. Мне тоже кажется, что вот это тот случай, когда не делайтесь участниками в чужих грехах. Вот есть чужие грехи, ты не можешь их остановить, ты не можешь влезть в чужие отношения и сказать, не делайте это. Но ты можешь участвовать или не участвовать. Поздравляя, ты уже приобщаешься, ты уже участвуешь, ты уже как бы признаешь этот праздник и в какой-то степени его поддерживаешь. А можно просто проигнорировать, пропустить. Вот. Ага, я, да? Вот и на самом деле это боль, видимо, для молодежи, что отцовство да, не понимается иногда. А что значит почитать родителей? Нормально ли, когда родители самоутверждаются за счет своего старшинства и не дают высказать свое мнение? Да, мы об этом, в принципе, уже сказали. Вот. Конечно же, по своей гордыне мы чаще всего воспитываем не так, не то. Свой пример очень важен, да, по нашим поступкам же, есть же такая пословица «яблоко от яблони недалеко падает», дети продолжение нас. Вот. Если мы хотим, чтобы у нас было достаточно хорошее воспитание, мы сами должны дать этот пример. Вот. Но утверждение, самоутверждение – это плохо, когда человек сам не уверен,
если у него какая-то беда, проблема у самого взрослого, да, и он это может перекладывать на своих детей. Например, с отцом какие-то проблемы в отношениях у матери. Она, может быть, выскажет все это своим детям, не скажет своему отцу, да, потому что, ну, кто он, да, скажет, все это изольет на своих детей. Это, да, неверно, нужно контролировать все-таки эти поступки, не доводить до такого, потому что это срывы дальше пойдут на психологию самого ребенка, и в дальнейшем можно сломать ребенка самого. Это будет очень плохо. Пожалуйста. Да, у нас вопросов много, поэтому продолжаем. Совместимо ли смирение и защита своих прав с точки зрения церкви, например, в рабочих вопросах? А надо смотреть по ситуации, это касается только твоего самолюбия, только твоей так называемой чести, тогда вот тут можно смириться. То есть, наоборот, даже потерпеть какие-то поношения, гонения, это иногда очень полезно для себя. Потому что Господь говорит, плохо, горе вам, когда все будут люди вас хвалить, когда все люди будут говорить вам хорошо. Вот тогда горе. А когда вас будут поносить, гнать и злословить, а тем более еще из-за меня, тогда радуйтесь, веселитесь, велика ваша награда на небесах. Но если это касается общего дела, то есть касается пользы дела, ну, там, скажем, безопасности или эффективности, то где-то можно, то есть, конечно, и обратиться к юридическим механизмам защиты прав, ну, скажем, там, к апелляции, к жалобе, так сказать, доложить по начальству. Но свое самолюбие, я думаю, что можно потерпеть. Да. Да и вообще понятие своих прав, оно ведь это совершенно не церковное понятие. Оно сегодня используется, широко используется, но преподобный Паисий говорит, что вот нам не следует даже пользоваться вот этим понятием свои права. Лучше думать о своих обязанностях, то, что ты должен делать, и то, что вы должны. Закон, который мы имеем сейчас, написанный, которым вот юридически мы пользуемся, да, он все-таки отчасти сначала зиждется на Священном Писании, а потом уже стал изменяться. Ведь изменяться очень сильно сейчас изменился, и даже идет это вразрез Священному Писанию, нормам христианства. Поэтому на самом деле очень важно, чтобы было четкое осмысление, правильно ли я делаю, можно ли так делать христианину или нет. Когда что-то не получается в жизни, невезение или воля Божья. Ну, то есть человек спрашивает, вот мне что-то совсем все плохо, да, все не так, это Господь так, или же так просто это случайно случилось, да, невезение. Наверное, стоит еще сказать, что такое судьба. Это тоже может быть из этой же области. Судьба, на самом деле, как таковой на каждом человеке нет. Есть суд Божий. Суд Божий, который, ну, это и есть судьба. На каждом человеке свой суд Божий. Каждый день, каждую минуту. По своим грехам, либо по своим же добрым делам, да, Господь на нас простирает каждый день свой суд Божий. И для нас, христиан, неприемлемо говорить, что все и так уже известно, да, Господь все знает про нас, но тысячи миллионов, тысяч путей этих знает, как мы поступим. И неизвестно, что мы сейчас, в данную минуту, сделаем, скажем, как мы поступим. Поэтому невезение как таковое, да, я бы не говорил, чтобы в жизни у человека есть невезение. Например, опять-таки возвращаясь к штативу, к этому, да, аппарату, я когда вот до сих пор вот не мог найти его, сам пытался это сделать. Да, это было мое невезение. Ну, скажем так, если вот из этого текста, да, говорить, там не везили. Как только обратился, это была воля Божия. Воля Божия, что я не мог найти. Но я нашел лучшее из этого города, когда обратился к нему. Вот это и есть воля Божия. Тут аналогичный вопрос, есть ли у человека судьба? Вот я отвечаю на него же, я так раскрою эту мысль. За нас ничего не решено, но Богу все известно. Вот Он знает наперед, Он знает, что будет потом, но это не значит, что Он решил за нас. Он дал нам определенный простор свободы, но опять же не во всем. Мы же не выбирали родиться мальчиком или девочкой, быть светленькими, темненькими, говорить на русском языке или на английском. Это мы не решали. Это что-то решается за нас. Мы не решаем, какая в стране там армия, полиция и так далее. Это тоже решается за нас. Но у каждого из нас, вот в нравственной нашей сфере, в сфере наших отношений, в сфере выбора добра и зла, у нас есть свобода. И вот всегда есть такая минута, особенно когда важное решение принимаешь, ты принимаешь сам, и ты несешь за него ответственность. И Бог не решил тебе быть бухгалтером, например, или профессором, трактористом или летчиком. Ты вот сам выбираешь. Он, конечно, знает, что это лучше. Вот с твоими способностями, с твоими дарованиями, с твоим
своими наклонностями, Стать священником. ты бы лучше раскрыл себя в такой-то области. Поэтому он тебя вот к ней тебя пододвигает, посылает тебе людей определенных, но это вовсе тебе не мешает отвергнуть эту руку Божию, пойти по своему пути, чтобы потом со слезами покаяния лет через 20 понять, что все-таки Бог был прав. Вот. Да, как разговаривать, когда знакомый или родной язычник? На самом деле вокруг нас, кругом и всюду, те люди, которые либо другой веры, либо сомневающиеся православные, да, это на самом деле не совсем такая же категория язычники или же верующие, да, но все равно мы не должны закрываться в свою раковину и в то же время иметь общение. У меня, например, есть знакомые и мусульмане, и протестанты, баптисты, и мы с ними общаемся, дружим. Единственное, мы не можем с ними молиться. Этот запрет есть точный, да, мы не можем с ними молиться совместно. А общаться, пожалуйста, можно, почему нет, это хорошо. Единственное, может быть, без сугубых прений, потому что спор никак не может там принести истину, да, и только лишь дела наши нас показывают, насколько мы верующие. Те же самые, если взять, да, мусульмане разные бывают. Те, которые убивают христиан, и те, которые нам, наоборот, тоже помогают. Есть разные примеры даже, да, и даже в некотором смысле мусульмане более христиане, чем сами мы и есть. Вот. Поясню, отец, такая опасная фраза. В отдельных, может быть, поступках высказать. Да, нельзя сказать, что мусульмане больше христиане, чем христиане. Ну да, по поступкам, в смысле. В каких-то отдельных, и то, даже не в массе своей, все-таки в отдельных каких-то. Хорошо, я согласен, да, по поступкам. Я и говорю о поступках, не о вере, не в догматах, все равно для нас является Христос, наш центр нашей жизни. И для нас это истина. Вот. Но ничего плохого нет, если же наши друзья другой веры. Но главное, чтобы нам не отпасть от своей посредством общения. Следующий вопрос. Как православному человеку, подразумевается молодому, вести себя, и, наверное, ко всякому относится, вести себя в социальных сетях? Можно ли делиться фотографиями, отражать свое настроение, события жизни на личной странице? Я на этот вопрос отвечу так. Есть такие действия, результат которых зависит от их намерений. Одно и то же действие, оно может иметь совершенно разную оценку, смотря по состоянию сердца. Для чего ты это делаешь? Если ты это делаешь для того, чтобы привлечь к себе внимание, подогреть тщеславие, для того, чтобы люди о тебе говорили, создать о себе какое-то представление, не совсем соответствующее действительности, приукрасить, да, свой имидж, это, конечно, плохо. А если то же самое ты делаешь для того, чтобы поделиться с людьми, допустим, ты увидел красивый вид природы и захотел поделиться красотой Божьего мира, захотел поделиться, то есть выкладываешь на той же своей странице фотографии, мысли, высказывания, может, которые посвящены основам нашей веры. Пускай даже это не является напрямую текстом Священного Писания или святых отцов, но оно созвучно и будет понятно тем, кто состоит в твоих друзьях, они, может, далеки от церкви, как только они видят язык отцов-аскетов, их сразу отталкивают, а даже если это светские высказывания сходные, почему бы нет? Делиться настроениями, мы созданы Богом для того, чтобы общаться, делиться не только знаниями, но и настроением, чтобы друг друга жалеть, утешать, поддерживать, вдохновлять. Соцсети – это инструмент общения. Я, например, с братом, он живет отсюда за 1000 километров, родители 1000 километров в другую сторону, естественно, мы видимся не каждый год даже. Они создали в Вайбере чат, открыли. В этом чате он выложил фотографию, сразу и родители видят, и я вижу. Я поделился каким-то мнением, впечатлением, допустим, о поездке или где я сейчас нахожусь, сразу тоже все увидели. Это нормальное семейное общение. И то же самое с друзьями. Мы с друзьями ведь тоже делимся. Мне плохо, поддержите меня. Или наоборот, у меня радость, порадуйтесь вместе со мной. Тут ничего плохого нет. Тем более лишь бы тщеславия не было. Тем более есть сейчас такие функции, чтобы можно было закрыть, только лишь для друзей показывать эти новости. Но, отец Максим, есть такой тоже вопрос, требующий объяснения. А если же фейковая страница, то есть не настоящая, ложная страница, и человек с нее пользуется, пишет с нее, это правильно, неправильно, как тогда относиться? То есть не под своим именем. Да, совершенно. Мне кажется, это неправильно. Это неправильно, потому что это так же, как актерство. Человек надевает какую-то маску и играет какую-то другую жизнь, ведь церковь совершенно это не благословляет. И священник даже не может сочетать служение с актерской деятельностью. Также здесь прятаться под другим именем, то есть
прятать свою личность. Это ложь, да? Да, наверное, да, это ложь. Наверное, это будет ложь. Можно ли рассматривать исповедь как тренировку для того, чтобы осознать свои ошибки? Вообще исповедь, на самом деле, это не совсем какая-то тренировка, это, на самом деле, таинство, которое должно происходить в жизни человека. Исповедь – это метаноя. Метаноя, то есть изменение жизни и достижение святости, нашей святости. Это на самом деле не страшное слово. Мы должны хотеть, желать быть святыми. Святость – это хорошо. Вот. Но не всегда у нас происходит на исповеди, наверное, из-за этого возник вопрос, не всегда у нас происходит на исповеди покаяние, раскаяние в том или ином проступке. Да? Как и, в принципе, есть священники, маститы, которые имеют уже опыт, они говорят следующее, что да, мы спотыкаемся на одном и том же, но придет время, когда это уже, хоть мы и обличаем этот грех, да, но мы и делаем, но через некоторое время мы все равно обретем это возможность быть свободным от этого греха. Главное, чтобы мы прикладывали к этому силы, усилия. Бывает, что мы не готовы сразу же от этого греха отказаться, но мы должны постараться приложить силы, и да поможет нам Господь в этом, чтобы мы смогли себя исправить. Ну, позвольте, пожалуйста, я дополню. Конечно, все-таки исповедь в первую очередь это таинство, это мистическое отношение с Богом, когда Бог дает прощение греха, если ты его осознал, и если ты не просто о нем жалеешь, а ты действительно его возненавидел. Он тебе помогает с ним справиться. Но ведь это и тренировка в каком-то смысле тоже. Вот само слово аскетика, аскео, оно происходит от понятия обрабатывать, упражняться. Вот, и ты упражняешься в осознании, в познании самого себя, ты упражняешься в осознании своих поступков, в том числе и в их словесном выражении, чтобы это выразить четко, кратко, ясно, действительно с сожалением. И в каком-то смысле, не в первом по значимости, но в каком-то смысле это и упражнение, не в первую очередь. Но в том числе. Ну, это опыт, наверное, да? Опыт самопознания, опыт борьбы с грехом, опыт словесного выражения, опыт разрыва себя с грехом, разделения греха и себя. И он нужен. И он нужен. Да, только единственное, отец Максим, тоже такой каверзный вопрос, можно? Если же человек часто причащается, например, каждую неделю, а то и на неделю несколько раз, ему необходимо подойти на исповедь к священнику, да, за это время он достаточно мало, может быть, согрешил, да, может быть, какие-то есть проступки, может, осуждение, может быть, да, невнимательность на молитве, обыденные такие вещи, вроде бы и никого не убил, и не прелюбодействовал, чтобы быть отлучен от причастия. И даже ни на никого не посмотрел с вожделением. Я не знаю. Господь-то говорит, а ведь, да, Он говорит, вот сказано, что слышали, что сказано в древнем, не прелюбодействие, а я вам говорю, кто посмотрел? Да, хорошо, но если же этого не было? Ну, так он свят. Но в том-то и дело, что и апостол Павел нас называет святыми. Нет, надо различать. Мы святые все по Божьему созданию, по призванию, потому что мы все есть образ Божий. Вот поэтому мы уже все потенциально святые. Но мы святые не актуально, то есть мы двигаемся к этому. Святость – это наше задание. Вот. Я немножко с иронией ответил, конечно, да. Есть действительно, так, если часто причащаешься, то уже вроде как бы исповедоваться особо не в чем. Но на самом деле и тут надо исповедоваться. То есть и тут надо иметь, если ты уж так часто причащаешься, значит иметь надо такую степень самовнимания, самоконтроля, что ты ежедневно это все равно решишь. И пускай это будет одно и то же, ну что ж, кайся в одном и то же. А потом у нас есть современные канонические правила, которые позволяют человеку по благословению священника исповедоваться не перед каждым причащением. То есть священник может дать конкретное благословение конкретному человеку, зная его духовный уровень, зная его духовное состояние, может благословение, допустим, исповедоваться раз в месяц. Вот причащайся каждую неделю, а исповедоваться будешь раз в месяц. Ну, если не случится чего-то особого. Да. Это прописано, это не мои придумки, это документ, я его уже советовал, могу повторить, об участии верных в Евхаристии. Официальный церковный документ, принятый несколько лет назад на соборе Русской Православной Церкви. Об участии верных в Евхаристии. Просто есть такое мнение, что и оно не транслируется, вот то, что мы сейчас говорим, да, оно не транслируется. Это пока в практику жизни не вошло, то есть это пока нам непривычно, но в принципе уже так делать можно. Так делать можно. Хорошо. Как относится церковь к банковским вкладам или иным способам размещения денег с целью их приумножения? Вопрос очень хороший, потому что в нем как раз раскрыта суть, с какой целью. Вот с целью приумножения плохо относится, потому что мы должны зарабатывать своим трудом.
не на процентах. Вообще ростовщичество, то есть дача денег под проценты, еще в Ветхом Завете осуждалось, это считается плохо, это ведет к тому, что богатые становятся богаче, а бедные становятся бедней. Если просто тебе, вот, допустим, ты копишь на дом, ты копишь на квартиру, там, на автомобиль, ну, понятно, что ты не будешь эти деньги наличными держать. Ну, положил, пусть они там пока полежат, но не с целью приумножения. Вот. И даже если банк там что-то начисляет, то мне кажется, было бы правильным эти деньги, ну, не пойдешь же в банк, не скажешь, не начисляйте мне проценты, он будет начислять. Вот. Ну, пустить их может на какие-то дела благотворительности. Но сама идея получать доходы от размещения денежных средств, она противна христианскому сознанию. А если инфляция? Смотри, с этой точки зрения, инфляция пожирает... Вот тут уже спорный вопрос. Есть даже богословы современные, которые говорят, да, что вот в пределах инфляции вроде как это допустимо, это вот не ростовщичество. Ну, то есть по совести, на самом деле, нужно поступать. Если мы чувствуем, что это нас обременяет, да, это приводит нас к греху, да, честно к этому быть, и это выход, наверное, да. А вот вопрос, отец Максим, тоже и выходящий из этого. А если же мы про банковскую систему узнаем, да, а если же человек покупает какой-нибудь талончик, где хочет выиграть большую крупную сумму денег? Тоже это не благословляется. Участие в лотереях, вот выигрыш большой суммы денег, неважно какой, выигрыш без своего труда, без участия, без прикладывания своих усилий, это не хороший способ заработка. Верующему человеку не благословляют участвовать. Ну, некоторые скажут, а как же так, я же заплатил за этот талон, я же приложил к этому. Но вознаграждение неадекватное затратам. Ну, да. Вознаграждение неадекватное. И цель очень часто, опять же, тут надо смотреть на намерение. Может, ты поучаствуешь, и думаешь, ну, вдруг, вот, допустим, календарики раздают на выборах, да, и там потом разыгрывают автомобиль. Вот. И ты даже ничего, ты не платишь ничего. А вдруг вот этот календарик ты сохранил, а потом посмотрел, думаю, ну дай хоть посмотрю из интереса. Ух ты, а я автомобиль, оказывается, выиграл. Вот. Ну какое здесь намерение? Это, конечно, бы нехороший заработок, и лучше бы отдать этот выигрыш куда-нибудь, тоже пустить на дела. О, появилась возможность там 300-400 тысяч пустить на дела милосердия, благотворительности. Вот. Оказать помощь, это уже дело вкуса, каждый выбирает для себя. Вот. А когда ты изначально хочешь заработать миллиард, вот сейчас такие суммы, да, фигурируют в этих всех лотереях, вот. А идея-то какая? Я заработаю, и я не буду ничего делать. Да. Я буду наслаждаться. Это же смерть. Это духовная смерть. Это нарушение 3-й заповеди, 4-й. 6 дней работы, все дела в них делать. И рассказывают про одного такого мальчика, кажется, в Великобритании. Он выиграл сумасшедшую сумму денег. Он свозил всех своих друзей на матч любимой команды, купил им там самые дорогие места, куда-то еще съездил, еще что-то купил. Буквально там за несколько месяцев он испробовал все, к чему он должен был всю жизнь стремиться. То ли закончил самоубийством, то ли чуть не закончил жизнь самоубийством. Духовная смерть. Духовная смерть. Человек вот к этому пришел. Вот. Или, например, покупая детям квартиры, еще прежде чем они сами достигли возраста совершеннолетия, мы тоже лишаем их стимула к труду и к самостоятельному развитию. На самом деле это важный аспект, для молодежи тоже очень важный, чтобы был труд. Ведь у каждого живет такая ленца, чтобы не работать и учиться, и даже не учиться, чтобы все сразу же было. И жена, чтобы была, чтобы носки были сразу же постираны, это все сразу же хочется, чтобы было. При приложении к этой жизни. Но нужно прикладывать к этому силы, нужно трудиться. Труд никто не отменял. Мы и становимся, ну, скажем так, советская пословица, да, труд превратил из обезьяны в человека, да, но и в этом доле есть тоже правда, что труд, он облагораживает человека. Он подавляет человеку Богу. Бог сам творец, Бог сам, создавая мир, трудился, 6 дней трудился, 7-й отдыхал. Мы трудясь, мы раскрываем себе образ Божий. У нас много еще вопросов, а времени мы уже затянули немало. Поэтому, тут еще это только первый список. Поэтому быстро сейчас пробежимся по остальным, да, чтобы не проигрывать. Да, нет. Отношение к церкви, психологии. И да, и нет. Иногда психологией пользуются, в семинарах изучают психологию. Психология для познания человека. Раньше учебники по психологии, например, в духовных школах были под замком, под запретом. Их выдавали только по личному распоряжению ректора, проректора, потому что это было опасно. Но сейчас уже уровень образования возрос. Какая психология? Какая психология, да. Есть психология, есть нейролингвистическое программирование, манипулирование, есть психология, которая дает неправильное человеку представление о себе. Ну, там, про Фрейда уже не будем сейчас только разговаривать.
Отношения православного человека с невоцерковленными родственниками. Мы, по-моему, сегодня очень много об этом поговорили, если коротко подытожить. С любовью, с терпением. Да? Готовы слушать — говори, не готовы слушать — молчи. Спасайся сам. Почему церковь против гороскопов, если в них многое сходится и описание знаков зодиака совпадают? Рассказывал мне один друг, как говорит, тут мы вчера в одной компании были, и там была одна девушка, которая этими гороскопами занимается. Она говорит: ой, я как раз еще на завтра не составил гороскоп. Ты, говорит, кто по знаку гороскопа? А, Лев. А что ты хочешь на завтра? Да, я как раз напишу, я еще не написал. Вот. Он говорит: ну я же сказал, она что написала. Большей частью, вот те гороскопы, которые сейчас публикуются, это как раз вот такое, это просто шарлатанство. Там даже нет настоящей астрологии, это просто шарлатанство. Прочитайте как-нибудь внимательно эти тексты. Что там пишут? Они подходят каждому. Да, не на свой знак. И они обязательно о хорошем. То есть они просто настраивают человека на такой вот ложный позитив. Вот все, что ты там хочешь, о, да, там у тебя завтра приятная встреча, хорошие дела и так далее. Все можно под них подтянуть. И в разных знаках зодиака там, естественно, все будет сходиться, если ты в них веришь, если хочешь сходиться. А те, кто уже всерьез этим занимается, действительно там по созвездиям что-то гадают, ну что, отходят от единого Бога, нарушают первую заповедь. Я, Господь Бог, не должно быть у тебя других богов, кроме меня. Вот. Ну и понятно, что и бесам тоже открыто будущее. И они, управляя всеми вот этими магическими вещами, астрологией в том числе, они запросто могут, им важно человека держать в своей власти. Поэтому будет много совпадать. Они исцелять могут человека, могут дать, тело выздоровеет, а душа погибнет. Вот. Кстати, вот кто с богоявленской водой, не дай Господь кому-нибудь заниматься какой-нибудь магией, там, гаданием, приворотами, отворотами. А у нас в книжных лавках продают, а как-то раз смотрю, лежит газета, там что-то про святую воду написано. Чистейшее водоколдовство. И с православными молитвами. Сколько над ней надо читать молитв, как тут свечи там туда в нее Святотатство. Я сейчас объясню суть этого. Когда ты с человеком хочешь просто разорвать отношения, ты с ним перестаешь разговаривать. Когда ты хочешь его обидеть, ты его оскорбляешь словами. Когда ты хочешь еще больше его обидеть, ты какую-то вещь, которую он тебе когда-то подарил, дорогое, да, ты ее используешь не по назначению, выбрасываешь, отдаешь ему, или вообще там ее растаптываешь и плюешь грязь. И если человек об этом узнает, все, это, можно сказать, уже настоящая ненависть. Личная травма. То же самое происходит в отношениях с Богом, когда мы что-то делаем неположенное со святой водой. Бог нам дал этот дар, а мы вот с этим даром начинаем использовать его для каких-то, не дай Бог, там, демонических процедур. Это специально делают вот экстрасенсы, чтобы втянуть человека, чтобы его еще больше оторвать от Бога. Да. Потому что человек берет святыню и со святыней кощунствует. Ни в коем случае такое делать нельзя. Что делать, если супруг невоцерковленный выступает против посещения храма? Ну, значит, надо найти, так построить отношения, чтобы все равно, пускай, может, не каждую неделю, вот тут можно пойти на компромисс. Вот. Можно делать так, чтобы это не было в ущерб семье, то есть находить возможность. Ну, не получается в воскресенье ходить, допустим, вот семейные дела в воскресенье, ну, можно ходить в другой день недели. Вот если есть выходной, там, может, в субботу или где-то просто на неделе. Вот. Приносить из храма не злость, не неприязнь, не осуждение тех, кто не ходил в храм, а наоборот приносить терпение, любовь, тогда и близкие за тобой пойдут вслед за тобой в храм. Не упреки. Да. Достаточно ответил, или этот вопрос еще надо подробнее раскрыть? Если коротко. Но какую-то чистоту все равно надо себе отвоевать. У каждого же есть у нас качество из жизни, мы же все равно не рабы. Находясь в семье, мы имеем обязательства, но у каждого же есть, супруг же и говорит: я поехал на рыбалку. Все, там 3 часа, это его время для рыбалки. Ну, а я пошла в храм. По поводу женщин, да, женщина может сделать из мужчину ягненка и, наоборот, и лютого зверя, поэтому мудрость очень важна. Чтобы женщину муж отпускал на службу, она должна такой мудрой, чтобы и мужчина прям видел. Есть такие слова отца Андрея Ткачева, что если же женщина объяснила бы, что чему учит в церкви, то он бы с радостью бы отпускал. Знаешь, меня учат в церкви быть тебе верной. Уже послушной, уже, да, какое-то. Кстати, зачитаю вот это место из послания к Колоссянам, которое отец Иоанн сегодня цитировал. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им как человекоугодники, но и в простоте сердца, боясь Бога». Обратите внимание, что вот в этих отношениях апостол делает такое пояснение, как Господу.
в Господе, о Господе. То есть все отношения в семье строятся С Богом. через Бога. 11 вопрос. 11. Считается ли несоблюдение поста и постных дней грехом? Смотря какой мотив. Если же мы любим Господа и, например, куда-то путешествуем, либо что-то еще у нас происходит, да, или же мы, на самом деле, мы все усваиваем так, по-земному, и стараемся все в область еды перевести наш пост. На самом деле это тоже неверно. Пост, он намного выше еды, он вот зиждется на наших отношениях, любви в семье, мира. И поэтому тут каждый вопрос нужно разбирать конкретно отдельно. У каждого свои, может быть, претензии к посту, у каждого свой организм, но смотря какой мотив. Здесь односложно нельзя ответить. Да, нет, нельзя. Простите. Да, то есть, если не соблюдаешь по болезни, по путешествию, по нахождению в гостях, еще по каким-то мотивам, то это не является грехом. Если ты не соблюдаешь... Но даже если же, смотря какой мотив у самого человека. Например, я попастился во вторник, а в среду я не буду поститься, потому что у меня какое-то дело очень важное. Я пошел, например, к родственникам, да, которые меня будут кормить курочкой вкусной. Я попастился в другой день. Ну, то есть мотив, смотря какой мотив. Если ты не постишься просто потому, что ты считаешь себя выше церкви, и умнее ее, и считаешь, что церковь тебе никакой не авторитет, то это, конечно, это грех. Да, нужно все равно поститься. Вот тогда включаются канонические правила, что тот клирик или мирянин святых постов не блюдет, то клирик да будет извержен, мирянин да будет отлучен. Да, еще такой момент, простите, наверное, молодежи очень важен, когда процесс идет обучения, да. Все-таки... Там повышенная потребность. Да, и тут смотря... Могут быть послабления. Да, смотря... Пост не отменяется ни для кого. Да. Даже для беременных, даже для путешествий. Он ослабляется. И ослабляется в своей пищевой составляющей. А есть еще другие составляющие поста. Молитвенная. Согласен. Чтобы не смотреть развратные всякие другие вещи, фильмы, лучше больше назидаться, да, духовно обогащаться, общаться опять-таки с своими друзьями, которые, и псалмопевец Давид говорит, царь Давид говорит, что с преподобием будешь, с мужем избран будешь, а со строптивым развратишься. Вот с кем поведешься, того и наберешься. Вот нам очень важно, чтобы было то огрушение, которое нас приводит к святости. Можно ли православной девушке ярко одеваться, пользоваться косметикой, ходить с распущенными волосами? Или ее внешний облик должен быть скромным, не привлекающим излишнего внимания? Плетение ваше. Да. Мы должны быть красивыми, потому что Бог создал нас красивыми, мы должны быть красивыми. И одежда должна соответствовать этому. Это не должны быть лохмотья, что-то грязное, старое, не сочетающиеся с друг другом и так далее. Одежда должна соответствовать, подчеркивать красоту человека, но не заслонять ее. Она не должна быть ярче самого человека. И по поводу косметики, тут есть разные взгляды, кто-то придерживается более категоричных, что косметика вообще ни в коем случае недопустима, потому что мы – это картина, которую нарисовал Бог. И подрисовывать на себе что-то – это брать кисть и подрисовывать что-то на картине великого художника. Вот. А кто-то считает, что умеренно, так, чтобы это совсем не бросалось в глаза, что это допустимо. В церкви нет определенного мнения. Да, такого строгого мнения нет, это дело вкуса. Вот. И опять же смотрим на намерение. Для чего ты это делаешь? Чтобы подчеркнуть, так сказать, просто естественную красоту и создать приятное настроение у себя и у окружающих, или для соблазна. Тут, по-моему, ответ очевиден. Как объяснить человеку важность таинства причастия, если он брезгливый? Лично нужно поговорить с ним, да? Лично беседе. А как объяснить? Вот ты когда в больницу пришел, а как ему объяснить, что тебе будут делать какие-то процедуры, а ты брезглив? Подави свою брезгливость, потерпи, что теперь? Надо, так же и здесь, а как вот иначе? Ты, если хочешь быть с Богом, потом она уйдет, конечно, брезгливость со временем. Вот я объясню на другом примере, не про лжицу, а вот про руку священника. Есть традиция целовать священнику руку. И с непривычкой это тоже вызывает, может, некоторое отторжение, брезгливость. Кстати, в этих моментах, когда еще так не пришел к такой глубокой вере, которая уже выше всякой брезгливости, допустимо целовать поруч. И это, кстати, богословски даже более правильно. Там изображен крест. Вот. Но мы целуем жизнь, например, бабушку свою, дедушку своего, да, это родные люди, мы целуем те руки, вот мы врача, допустим, обнимая, благодаря его за удачно сделанную операцию, мы же можем поцеловать его руку и сказать, это ваши золотые руки, вот они меня спасли от смерти, разве не так? Да. Если же этот человек не
никогда никого не целовал, ему сложно кого-то поцеловать. И Я поэтому имею в виду, что к этой вере надо идти. Просто да. к ней надо идти. И мы целуем не просто руку священника, а это Господь нас благословляет. Мы руку ту, которая держит чашу Христовую, целуем. Та, которая нас благословляет, мы ее целуем. И который нам дает властью от Бога, полученной от Бога, дает нам прощение грехов. В таинстве покаяния, ведь священник тоже рукой делает тот жест, который знаменует собой совершение таинства исповеди. Вот. Как воспитать в себе любовь ко всем ближним? Легко любить родных, друзей. Но есть люди, с которыми напряженные отношения. Но общаться надо. Например, коллеги по работе. Ой, надо таких коллег расцеловать. Потому что это просто подарок, если у вас есть такие коллеги по работе, потому что они научат вас любви. Они научат любви. Без них никак нам любви не научиться. Вот если все вокруг будут нас, только те, которые нам будут делать все хорошо, мы никогда не научимся любви. Если появился в окружении человек, который тебя смиряет, который тебя не любит, который тебя плохо о тебе говорит, который тебя упрекает, ой, это надо радоваться и благодарить Бога, потому что вот тебе Господь дал возможность научиться смирению. Никогда по книжкам в домашней молитве смирению не научишься никогда. Только благодаря такому человеку. Только если у тебя есть такой родственник, радуйся, ходи за ним по пятам. Потому что это твой путь ко спасению. Так, еще несколько вопросов. Как различить секты, являются ли евангелисты сектантами? Ну, отдельный вопрос у нас, мы как-то, наверное, снова вынесем, у нас была беседа православие, католичество, протестантизм, и, наверное, мы с ней к ней как-нибудь подробно вернемся, слишком большой вопрос. Но надо и на такой вопрос коротко отвечать. Он меня остановил на улице человек, сосед по подъезду, и говорит, как вот быть с протестантами? А я спешу и думаю, сейчас развивать тут лекцию на час неуместно. Сказать вечером зайду, объясню тоже как-то не то, надо сказать коротко. Я говорю, вот вы пришли в магазин, вот вам говорят, вот стоят фирменные кроссовки, Adidas, производство Германии, прослужат 15 лет, ну и стоят, прости меня, 20 тысяч. Это фирма, это настоящее, это дорого. Рядом стоят кеды, да, такие же кроссовки, абсолютно такие же, по виду все такие же, и тоже Adidas написано, 500 рублей, фабричный Китай. Неделю относишь как миленький. Вот выбирай, то и другое. Это кроссовки и это кроссовки, они разные. Можешь ездить на море, далеко, дорого, там вещи надо собирать. Можешь в тазик налить воды, насыпать соли. Там соленая вода, там соленая вода. Выбирай, что тебе по душе. Есть настоящее, оно дорогое. Есть поддельное, оно подешевле. Это про православие и инославие. В Сыктывкаре в некоторых местах на заборах есть изображение рыбы, ихтис, который связан с христианской верой. Этот знак очень часто используют сектанты. Могут ли православные его использовать? Да, действительно, в прошлом в истории христианской церкви его использовали. Сейчас это традиция. Традиции со временем меняются. Сейчас такой традиции нет, поэтому могут не понять. Но некоторые издательства его по-прежнему используют. Ну почему? Можно? Можно использовать, если тебя поймут те, для кого ты этот знак используешь. Да? Если ты на заборах пишешь этот знак, то если тебя поймут те, для кого ты это пишешь, ну, например, полиция, которая тебя привлечет к статье о вандализме, вот. И ты хочешь обрести смирение, отсиживая 15 суток под административным арестом, тоже вариант. Ну и последний вопрос, наверное, да? Да, сейчас, секундочку. Через почту? Еще, да. Еще, так. Вот, разобрав первую часть вопросов, мы перейдем как раз ко второй. У нас еще времени много. Да, я шучу. Тут глубокие вопросы, их даже вера молодежи 21 века, как ее можно характеризовать? Можно за два слова объяснить? Да та же самая вера, которая была и в XI веке. Те же самые грехи, страсти, те же самые грехи, ничего не изменилось. Человек, по сути, не изменился. Немножко форма проявления веры. Раньше читали на бумаге, сейчас читают на экранах. Я думаю, суть человека же не поменялась, значит, и суть веры тоже не поменялась. Конфликт отцов и детей. Дети сегодня конфликтуют с невоцерковленными родителями, или наоборот. Ну, мы об этом уже поговорили. Да. И так. Бывает, воцерковленные родители тащат детей в церковь, бывает, наоборот, воцерковленные дети тащат невоцерковленных. Чаще всего это обоюдно. Да. Чаще всего и с той, и с другой стороны идет неправильные действия, что приводит к раздору. Голод в духовной сфере после распада СССР привел к расцвету всевозможных религиозных направлений. Это имеется в виду 90-е годы. Борьба за влияние на молодежь идет с той же силой сегодня? Безусловно, с той же. Только, опять же, меняются немножко формы. У лукавого
там, в IV веке он ересями боролся с людьми, сейчас плотскими страстями, соблазнами, экуменизм расцветает. Сила та же, форма немножко меняется. Информационные технологии, палка о двух концах. Как не заблудиться в сетях, компьютерная зависимость. Мы уже говорили, что все вещи вне человека не добро и не зло. Можешь использовать на добро, можешь использовать на зло. Все зависит от состояния души. Все, два вопросика остались. Переплетение религий и направлений в головах современной молодежи порой приводит к интересным комбинациям. Чем это грозит? Ну, это грозит духовной гибелью. Когда, если смешивать веру, допустим, с теми же, с суевериями. Да, конечно. Поэтому... Этот отход от Бога, заповеди Божии нам четко говорят, что ничего постороннего не было. Чем грозит смешать разные виды продуктов в немыслимой комбинации и принимать их внутрь? Отравлением. Вот, поэтому лучше питаться настоящей духовной пищей. Как строить семью современной молодежи, если молодые люди только пришли к вере, если они уже создали семью, как ее вывести на верный вектор? Ну, сейчас столько всех книг, пособий и столько всего написано, сказано о семье, что, как говорится, только черпай, находи. И слава Богу, если есть вера, и семья строится на вере, даже если они только начинают. Вот мы рекомендуем эту книжку, кстати, вот, ну, с собой оказалось только 3 экземпляра, сейчас еще один достану из портфеля. У кого еще такой книжки нет, ну, в первую очередь дадим, конечно, возможность молодым взять ее, у кого-то, может быть, еще Отца нет. Ильи Шугаева один раз на всю жизнь мы рекомендуем читать и сделать ее настольной книгой. Через некоторое время все равно перечитывать, возвращаться к ней. Кто эту книжку хочет иметь у себя, но сегодня по смирению ее не взял, то, пожалуйста, подойдите тихонечко, скажите, принесем на следующую встречу. Она есть у нас в епархиальном управлении, можем дать, можно договориться сюда подойти. Мы сейчас заказали еще много таких книг, там через недельку-другую они придут, можем дать. Да, ее можно в электронном виде. Можно также через сеть интернет в группе молодежного отдела Сыктывкарской епархии написать свою просьбу, чтобы мы дали эту книжечку, либо как-то написать в личном сообщении через контакт. Да. Вот еще Евангелие святое для тех, кто не имеет возможности купить сам. И книжка о сохранении детей. Вот я поэтому, завершая нашу беседу, я хочу озвучить еще одну фразу из книги «Притч». «Пей воду из твоего водоема, утешайся женой юности твоей». Вот это вот интересная фраза, «жена юности твоей». Это говорит о том, что нам в юности дается вот такое вот свежее, да, и любовь. Да? Вот она горячая, она не растраченная. И чтобы сохранить счастье, чтобы сохранить духовное, телесное здоровье, надо лучше сберечь то, что дано изначально, чем потом много лет пытаться восстанавливать то, что уже потеряно. И это относится, конечно, в первую очередь, это к семейным отношениям, к супружеской любви. Надо не искать, надо строить. Но это относится и к детям. Часто бывает так. Вот есть беременность. Не сейчас, не вовремя, да, потом, давай, сейчас избавимся, потом родим. А потом не получается. Или получается не так, или еще что-то препятствует. И приходится жалеть именно о том Божьем подарке, который был. Чтобы таких ошибок не было, вот у нас еще одна есть книжечка, тоже ее можно взять, подарить молодежи. А кому не хватит, можно потом еще прийти, их у нас достаточно. Пожалуйста, ваш вопрос. Антон. Можно вопрос? Да. А можно ли, как вообще православие смотрит, чтобы обращаться к руководителю повышения зарплаты? Просьба нормальная, это нормальное вообще дело. Это не то, что обогатиться, Нет. Трудящийся достоин пропитания. Вопрос опять о целях, о намерениях. Зачем, для чего? Для чего деньги? Нет, для чего ты просишь? Если ты чувствуешь, если тебе действительно не хватает, вот у тебя семья, и ты говоришь, простите, на 20 тысяч вот никак не прожить, и я чувствую, что работа должна быть, вот объективно сравнивая сложность работы, там, сопоставимые зарплаты, я чувствую, что могло бы быть больше, и мне это действительно надо, мне без этого никак не прожить. А если просишь просто, допустим, потому что вот обидно, вот у других больше, а у меня меньше, вот из обиды. Или, например, попросишь, потому что вот вышел новый iPhone, и как ты без нового iPhone? Нельзя. Да, нельзя. Нельзя. Вот. И срочно нужно купить. Вот. Или машину, например, опять же. Вот друг купил новую Audi, а тебе как-то стыдно уже перед ним на прошлогодний. Ты неполноценный человек. Да. Вот тогда, наверное, и с такими намерениями просить повышения, это уже нехорошо. Из зависти просить мотив. нехорошо. Мотив. Тут дело в мотиве. А если это объективная потребность, что на 12 квадратных метрах с 3 детьми, тесновато все-таки. Вот, и хочется чуть-чуть хоть расшириться. Тогда это, я думаю, что нормально. И ты чувствуешь, что ты добросовестно работаешь, и стоило бы поднять. Да.
Ну, ответили, может, еще что-то? Меня зовут Ирина, я очень в Нижнецове в интернете всем помогаю. Вот. Даже вот там у нас в храме вот отец Александр тоже помогаю, он мне просит, я помогаю с радостью, с душой, вот с Божьей помощью помогаю с ним чистить. И в интернете, и в храме. Вот даже вот на кухне помогаю, вот уборку с Божьей помощью прибирали. А в чем вопрос? Вопрос? Слава Богу. Вот, а вы, кстати, натолкнули на мысль, которую я тоже хотел озвучить, даже вот отметил галочкой, что мы ее не произнесли, найти себя в церкви. Вот для молодого человека очень важно не просто подчеркнуть веру, а найти свое место в церкви. Ведь в церкви у каждого свое место. Кто-то готовит обед, кто-то убирает двор, кто-то стоит перед престолом, кто-то чистит подсвечники, кто-то сидит в лавке. И вот найти свое место в церкви, в широком смысле, не только даже в конкретном храме, а вообще вот в церкви, это тоже дело для каждого человека, и в том числе для молодого. Это большая радость. Это большая радость, когда ты не приходишь в церковь, а когда ты являешься частью церкви. Так и должно быть. Частью тела. Также и молодежным... Спасибо, что вы натолкнули на эту мысль. Также молодежное служение, нам тоже нужны ребята, которые бы несли свое послушание. Например, размещение в интернете, в ВКонтакте, группе контакта, да, информацию, новости. Это тоже служение. Сбор вопросов для нашей сегодняшней беседы. Да, сбор вопросов, то есть техника и так далее. Все это на самом деле все служение. У каждого своя миссия, у каждого свои таланты, дарования, которые он служит Богу в том или ином. Еще вопрос? Что ближе сердцу нужно применить, какие есть у тебя дарования, таланты, предложить священнику, а потом уже постараться выбрать, найти. Но и на это нужно время. Если же мы жертвуем своей семьей ради этого послушания, это неверно. То есть самое главное для вас конкретно, да, семья, дети, супруга. То есть каждый конкретный вопрос нужно разбирать конкретно, да, с каждым человеком. Нет определенного какого-то правила. Естественно, если же у нас есть время и, возможно, желание, мы должны себя применить на пользу Богу и церкви. С малым. Господь говорит, верный в малом будет верный во многом. Кто верен в малом, тому и много будет доверен. Вот самое малое, что ты сегодня можешь, вот самое малое, делай добросовестно. А Господь уже видит твою искренность, твое благочестие, Он будет тебе просто давать потом больше, больше, больше. Сам будет тебя вести, посылать тебе людей, которые будут тебе давать задания, давать тебе силы эти задания выполнять, давать разум, помогать исправлять ошибки, которые неизбежны. Но служить нужно. Служить все равно себе применять в чем-то нужно. Хоть мало, хоть совсем маленькая долечка. Хоть и на богослужениях, например, подводить тех же самых старичков к причастию, или же детей помогать, чтобы они не бегали. Да? Это тоже служба, тоже служение, общение Господу. Ну да, иногда вот беседу мы проводим, беседу перед крещением детей, и вот приходят родители крестные и говорят, ну вот все хорошо, но вот нам вот это вот не нравится у вас, что-то у вас, а что это такое-то старенькое, тут у вас такое стоит, или там не покрашенный где-то вот там в уголочке. Говорит, почему это у вас? Я говорю, это у нас с вами, это наша с вами церковь, это мы с вами все члены церкви, ну сделайте. Вы думаете, вот этот шкаф новый, он сам по себе сюда пришел? Также люди собрались, вот, пришли и сказали, а что это у вас такой старенький шкаф? А мы очень хотим, чтобы был новый. Это реальная история. Вот взяли, купили, привезли, установили, стала красота. Говорю, теперь очередь за вами. Вот. И сразу, конечно, пыл так остывает. Да, это церковь, это мы. Община, это мы. Не кто-то там. Там церковь, там вообще там все плохо. Нет, это все мы. Это все наши проблемы, это от нас самих. Да, вот пришла женщина и говорит, вот у вас в храме жарко, я оплачу кондиционер. Давайте сделаем, чтобы было свежо, чтобы людям было легко дышать, молиться. Пришел мужчина в храме и говорит, старенькие двери, некрасиво, я сделаю новый. И сделал все под ключ, аккуратненько, чистенько, при своей работе сделали. Вот это отношение. Вопросы? Еще? Не стесняйтесь, на самом деле, задавайте, будем рады ответить, пообщаться. Может, кто-то просто хотел бы поделиться, да, может, в каком-то моменте не сказали, а то мы тут 1,5 часа с отцом Яном все глаголали. Все внимание на нас, а может, кто-то хочет сказать. Дополнить, не обязательно спросить. А может в чем-то и не правы будете даже. Коснулись исповеди и сказали, что мы не святые, и стало быть, в прелюбодеянии не должен каяться. Почему?
Ну, если, Если- если совершали, должны если- каяться. Если даже взором, взглядом. Конечно, это- конечно. Если Это об этом говорит Господь. блудные вожделения, блудные взгляды, это естественный грех. Конечно. Мысленные грехи, которые в нашем сердце рождаются, да, они уже являются грехом. Жадность Даже это еще- жениха, жена это тоже грех. И да, мысленные грехи, конечно. Это во всех пособиях по исповеди написано. Получается, что все мы. Все мы грешны? Ну, например, в монастыре есть ежедневная исповедь, ежедневная исповедь. Откровение помыслов называется. Откровение помысла. Когда духовнику приходят монахи, те, которые насельники и послушники, вот, и общаются о тех помыслах, которые рождаются в нашей голове. Вот. И это тоже очень важно, чтобы было духовное руководство того, кто, в нашем случае, духовный отец. У каждого должен быть тот священник, может быть, да, с кем мы могли бы по душам поговорить, чтобы не уйти не в ту сторону. Господь же обращает внимание на состояние нашего сердца. Да, да. Он говорит, вот вы слышали, что сказано древним, а я вам говорю. Вот он переходит от внешнего благочестия, от внешней праведности к состоянию сердца. В сердце человек грех совершает. Он может внешне не совершать, но нет удобного случая, нет повода, здоровье не позволяет, некогда, еще что-то. А в сердце грешит. Вот. Он зовет их блаженно чистое сердце, не Богу возгрет. Мы двигаемся к очищению нашего сердца. Да, еще. Вот терзает один вопрос, уже много лет ищу на него ответ, да? Даже вот вчера ситуация была, вот я вообще не пойму, где помощь, а где идет не помощь, где медвежья услуга идет. Вот где надо помочь, где надо отойти. Вот вчерашняя ситуация, дом престарелых по Тентюковской, да? Человек на инвалидной коляске говорит, помоги мне выбраться через кашу, ну, снег. Я говорю, ну я помогу. Нет, давай я тебе довезу, куда тебе надо, до магазина или, ну, куда, я тебя скатаю, ну, отвезу. Он говорит, нет, ты меня довези только до дороги. Ну, я проехал с ним через эту кашу, да, останавливаю возле дороги, говорю, да нет, давай я тебя довезу до магазина. Он говорит, да нет, ты что, я столько лет уже езжу. А я смотрю, ну, темно уже, движение такое, думаю, куда он на инвалидной коляске по этой дороге? Он говорит, нет, ты меня отпускай, я дальше сам. И я, ну, говорю, ну, давай сам, тебе удачи. Вопрос. Это являлось помощью, либо не помощью. Вот как вот поступать в данных вот таких ситуациях? Ну, они тонкие ситуации. Проезжая часть машины, опасность, да? Тут надо доверять. Тут надо доверять. Если человек сказал, что мне надо вот это, а больше мне не надо, вот он чувствует, он сделает это сам. Ему самому это важно сделать. Ему силы позволяют, значит, навык позволяет. Если он уверенно говорит, что я сам, без сомнений, не надо. Все, вот сделай это. Нет, вот то, что он попросил сделать, а лишнее уже не надо. Есть такой случай, простите, тоже, может, из этой же оперы, человек лежит в луже, прям вот лежит в луже, и мимо проходит другой, видит, решил ему помочь, может, что там, он спасает, и вытягивает из лужи, там, его реанимацию. Зачем ты это сделал? Зачем ты меня вытащил из этой лужи? Мне там хорошо, я обратно тебе ползет в эту лужу. Иногда вот мы тоже не видим желания этого человека, может, он вообще помощи нашей не... Он только просит, может быть, если же просит, когда, да, мы должны помочь то, что необходимо. Естественно, мы не дадим ему нож, чтобы он сделал, прости, Господи, меня грешного. Такие слова. Не доведем человека до безумия, да, чтобы он не будем... Если же это необходимо, мы будем отводить, наоборот, от этого страшного поступка. Вот, опять-таки, какой мотив, что мы делаем? Если же он хотел тем самым себя же убить, да, мы должны как-то помочь ему, чтобы он до этого не дошел. Если же это не является таким, да, это его обычная жизнь, что он добирается через такие сложные пути, это его крест. Его, может, он тем через это спасается. Нет, почему? Можно и предложить. Если человек не отказывается, то ты вот видишь, человек мучается, ты предложил помощь, он не отказался. Помогай. А если вот он отказывается, он говорит, нет, не надо, я сам, вот мне важно самому, я сам смогу, то не надо навязывать, не надо заставлять. Навязывать не надо. И вот эта граница, она действительно должна быть. Но вот это дар рассудительности, надо его просить, надо просить. И в конкретной ситуации, вообще в целом, у кого не хватает мудрости, апостол Иаков говорит, да просит у Бога, и Бог даст всем. Господи, вразуми, подскажи, вот не знаю, как поступить вот здесь, где надо остановиться, до какой степени надо дойти, допустим, в оказании помощи, где не разбаловать, где действительно, там, чтобы человек не стал иждивенцем, вот, где не сделать так, что я буду уже за него жизнь жить, я буду за него решать. Вот, Господь все подскажет, вразуми, даст раз. Это, вот прежде всего надо человека помочь, надо сначала обратиться это с молитвой Богу.
Да, да. Кстати, это совершенно верная мысль. Милостыня, которая делается не ради Христа, она ведь не спасает. Почитайте у преподобного Серафима. Очень подробно в своей беседе с Мотовилом эту мысль раскрывает. Мысль непривычная, даже, можно сказать, ошеломляющая. Не всякая милостыня спасает. Не всякая. Только та, которая делается ради Христа. И когда ты молишься Богу, даже вот желая помочь, хоть 5 рублей отдать, хоть там целый день кому-то посвятить, Господи, прими это во имя Твое. Я делаю это ради Тебя. Ради Тебя. Потому что бывает милостыня ради гордости, ради тщеславия, ради людской похвалы, ради, да, много ради чего, ради имиджа. Вот. А только, спасает только та, которая делается именно ради Христа. Она соединяет человека с Царством Небесным. Вот. Ну что, будем завершать? Или еще у кого-то есть что-то сказать? Да, это та же самая крещенская вода, потому что в храме, только уточните, что это та же, вот что она еще со вчерашнего дня освященная, она крещенская, только сегодня ее разбавлять уже не надо. Вот разбавлять все-таки только в сам праздник Богоявления, в сам праздник крещения. Вот вы принесли домой и в любую там флягу емкость долили, все, вся она стала святой, вся она стала крещенской, но это делается только в сам праздник. Потом в течение года уже это не делается. Поэтому вот вы там набрали в храме баночку, вот она у вас баночка и будет. Вот. Раз заговорили про воду, давайте я вот эти моменты скажу, потому что важно, и тем более нас многие увидят, послушают. Да, все, что с этим связано. Значит, вода освящается одним чином. Нельзя различать воду крещенскую, богоявленскую. Она освящается в канун 18 января, а она освящается в сам праздник 19. Это одно и то же освящение. Не надо их брать по отдельности, смешивать. Не надо смешивать эту воду великого освящения с водой малого освящения. Этого делать не надо. Этой водой мы окропляем дом, жилище, но опять же в сам праздник. Вот воду эту приносим, вот 19-го, и с пением, как правило, принято, что мы поем тропарь праздника, во Иордане, крещающийся Тебя, Господи, и окропляем все жилище, и все места, и туалет, и ванну, то есть все скоредные места, все окропляем. Но это делается сам праздник. Если вы потом в течение года захотели покропить святой водой, это делается водой малого освящения. И это нельзя путать со освящением квартир, потому что освящение квартиры делает по особому чину священник. Не надо ее освещать свечками, хождением по углам, ни в коем случае этого делать не следует. Вот. Это мы просто, так сказать, приносим благодать через святую воду в свою квартиру. Вот. И мы ее употребляем натощак. Болящие люди могут употреблять и в течение дня, то есть не только натощак, можно и помазываться. Вот те места болящие помазываться надо. Купаться в проруби, если есть желание искупаться, вот это хорошо. Да, первостепенно это божественная литургия. То есть самое главное, если же мы заменяем, подмену такие понятия, заходим в воду и говорим, что у нас все, грехов больше нет. Да, вот купание не дает прощения грехов. Это святыня, это соприкосновение святыни, это обряд, который действительно нас соприкасается со святыней. Это может дать исцеление от телесных болезней, это может дать благодатную духовную силу, помощь в борьбе с грехом. Но это не дает прощения самого греха. Святая вода за нас каяться не будет. Каяться мы должны сами, потому что это дело нашей свободной воли. Это прощение грехов дается в таинстве исповеди, которое запечатлевается праведной жизнью, то есть реальным избавлением от самого греха. Вот так вот. Вот такие мысли. Ну, про всякие гадания и любые магические действия с святой водой мы уже сказали. Ничего выдумывать не надо. В интернете пишут, совершенную чушь. Знаете, даже страшно произносить здесь сейчас на запись. Вчера вот присылали, делились, что пишут о святой воде, как там надо в полночь с какими там словами. Молчание даже да, есть. Кто-то чушь. в общем, полная чушь. Вот слушайте то, что говорит Святая Церковь. И делайте так, потому что святая вода – это наша святыня. Вот. Вода, еще один момент, вода сама по себе не освящается. Есть ложное мнение, оно с советских эпох бытует, и сейчас его тоже поддерживают, распространяют, что вода сама по себе в полночь освящается везде и всюду, во всех водоемах, во всех источниках. Неправильно. Она освящается в храме. Вот там, где служится чин, ее освящают, вот там она освящается. Или же на источнике, где происходит... На источнике, на реке, вот в этой купели, вот в этой проруби ее осветили, вот там она освящена. То есть везде автоматически она сама по себе не освящается, поэтому надо прийти за ней в храм. А и прийти не только за ней, вот очень многие идут потом в течение дня. Отец Иоанн правильно сказал, божественная литургия – это самое главное. Самое главное для нас служба, и самое главное для нас святыня – это тело и кровь Христова. Это самое главное святыня. Вот. А все остальные святыни, они должны дополнять ее, не заменять, а дополнять. Вот.
А еще такой момент, Слава есть суеверие, да, расставить святую воду по углам. Вот это тоже Делать не следует. не следует, да. Мы должны окропить свое жилище, где мы живем, может, рабочее место, своих Вещи родственников, даже, да. да, вещи, машину можно вот таким. Но только в сам день праздника. Вот вода Великого Освящения, В Великом Освящении освещается телефон погружением. Я шучу. отец Иоанн уже шутит. Вот, только в сам день праздника. Потом в течение года она используется только при освящении храма. То есть это вот такая великая святыня, что, допустим, есть же у нас чинное освящение всякой вещи, там используется вода малого освящения. Мы крестики освящаем в течение года, тоже вода малого освящения. А вода Великого Освящения только в сам день праздника. Да. Значит, ну это, конечно, того, что я не понимаю. Значит, у меня мама сильно болела, и перед тем, как еще сильнее заболеть, она сказала, сними с меня крестик, сохрани его, потому что могут в больнице потерять, там, еще что-нибудь сделать. Все сними с меня, я сняла мою кровь. А теперь вот думаю, мой крестик еще при рождении, там, вы все, может, помните, кто-то старшее поколение, еще он был латунный, он у меня до сих пор жив, и я с ним все время ходила. Но сейчас он немножко обломался уже, мне как бы носить его некогда. Так вот я могу, допустим, крестик мамы, что носила, носить, или мне нужно снова в церковь? Конечно, да, вы можете взять. Если он освященный, то вы можете носить. У нас нет такого, что крестик привязывается к конкретному человеку. Он освящается сам по себе, не для конкретного человека. Поэтому это даже наоборот будет молитвенная дополнительная память о маме. Пожалуйста, пожалуйста. И суеверием здесь тоже не надо предаваться, что вместе с крестиком наденешь на себя там какие-то болезни. Там. Нет, не надо об этом думать, это надо выбросить из головы, это все суеверие, то есть пустая напрасная вера. Да. Нет. Ну, Как может что-то, конечно, повториться, но не от того, что вы крестик надели. Да, это может повториться через воспитание, через ваш личный выбор, Божьим промыслом, но не потому, что вот через какую-то вещь, просто само по себе это все передается. Ну что, устали мы уже все? Будем завершать? Или хорошо разговорились, еще поговорим? Сейчас. Мы раскрыли сегодня тему вот, о молодежи в достаточной степени? Или остались еще какие-то моменты, может быть, вот... Недоговоренность какие-то. С любовью, с Господом. Скажите, пожалуйста. Вот вы говорите, детей нельзя заставлять ходить в храм. Вот ребенок не против ходить, но ему нужно утром, допустим, вставать. 13 лет переходный возраст. Вот вы говорите, не надо заставлять, а я, например, категорически другого не имею. Потому что вот нас мама заставляла, и у нее в памяти это осталось, уже когда я стала взрослой, я стала осознавать. А когда дети маленькие, они еще не осознают. А потом проходит время, она это осознает, и будет это относиться нормально. Она в храме стоит нормально, и трудно просто встать и пойти. Отвечает отец. Знатоки. Все дело в мудрости. Отношения наши – это дело индивидуальное, да, мы должны подходить к этому по мудрости. И тут нет никакой панацеи, какого-то правила особенного, да, у каждого свое воспитание, но главное, чтобы не наломать дров. Знать вовремя отпустить – это мудрость. Любить свое чадо, не травмируя его – это мудрость, это любовь. Она должна обогащать нас. Если же, ну, то есть тут дело, опять-таки, мотивации, что мы имеем, что мы хотим, вот, что мы хотим внести в это. Да? Мудрость это важна. Если же вам это помогает, и вы в этом видите, да, ну хорошо, слава Богу. Для кого-то, например, какому-то чаду это наоборот плохо. Например, он отойдет наоборот быстрее от церкви, от храма. Видеть надо, чтобы не сломать ребенка. Видеть надо, чтобы молодежь привести, а не наоборот отвратить от церкви. Чтобы мы не стали этими виновниками отхода. Просто мы видим тенденцию, которая, к сожалению, вот так вот и переворачивается, что мы тянем детей своих в храм, насилуя, да, их, может быть, свободу в некотором смысле, да, а потом видим обратный итог, что они не копируют наш. А самое главное еще пример. Мы об этом говорили тоже сегодня. Пример. Мудрость, пример. Жизнь по-христиански. А я отвечаю на ваш вопрос. Тут же у вас ситуация совсем другая. Вы же говорите, ребенок не против. Вся проблема только в том, чтобы встать, проснуться. Это не заставление, это принуждение. Это как бы немножко преодоление такой телесной немощи. Это, вот тут я с вами согласен. Оно нужно и даже необходимо.
Если ребенок сам изначально хочет. Я говорил о ситуации, когда ребенок не хочет. А 13 лет, вы говорите, вы про него сказали, что он еще не понимает. В 13 лет еще не понимает. А зачем? И не исповедуется тогда, да, получается? А исповедь тогда за него кто пишет подготовку к исповеди? Мама? Не пишет. Вот. Но ему мама и папа говорят, что надо на исповеди говорить, или он все-таки сам? Значит, все-таки понимает. Понимает, что такое исповедь, понимает, что такое причащение. Да, с 7 лет мы считаем, что ребенок уже понимает. Поэтому он и выбирает сам. И раз мы ребенку доверяем самому исповедоваться, значит, мы ему должны уже доверять и возможность выбирать, будет он исповедоваться, причащаться или не будет. Мы, конечно, должны поддерживаем эту семейную традицию, мы его как бы влечем вместе с собой. Но если он в 13 лет, например, говорит, нет, я не буду, может, какие-то священники со мной не согласятся, но я, например, считаю, что надо сказать, хорошо, значит, я поздравляю, ты повзрослел, ты пришел к такому возрасту, когда ты теперь уже будешь решать сам. Я очень хочу, чтобы ты вместе со мной был причастником у чаши тела и крови Христовой, я пойду, а ты выбирай. Но заставлять в том смысле, что шантажировать, допустим, ну хорошо, не хочешь причащаться, ладно, ну и тогда и там шоколадок не будет, в отпуск не поедем, на аттракционы не пойдем. Вот это уже получается принуждение, запугивание там. Или вот Бог тебя накажет. Вот видишь, вот ты заболел, вот ты упал, не ходил сегодня в храм, вот смотри, вот, пожалуйста, синяк у тебя. Вот. Разумеет, мотивация, кстати. Когда они тебя не слушают, просто я уже из опыта говорю, когда я 13 лет, то же самое говорила. Они говорят, меня не слушают, говорят, ваше право. Они звонят, мне говорят, можно мне там что-то посмотреть телевизор, ваше право. Но я вам не разрешаю. Они говорят, а почему? Я говорю, есть такая заповедь, ты должен слушаться это. Я так считаю, что и это действие. Нет, покуда они с вами, покуда они вас слушают, покуда они члены вашей семьи, да, действительно, мы должны этой властью пользоваться. Нельзя запугивать, и нельзя вот эти вот, мне кажется, взаимосвязи устанавливать, что вот это обязательно произошло потому-то, потому-то. Вот как бы запугивать веру. Вот ты не помолился, вот что-то с тобой обязательно произошло или произойдет. Или наоборот заманивать. Вот сходи в храм, вот обязательно сдашь экзамен, например, хорошо. Но это Бог решает, кому как помогать, в какой степени. Вот мне кажется, это дерзновение, когда мы за себя берем. Это иногда людям в святой жизни открывается, да, что вот тут тебе Бог помог, или наоборот там тебя наказал. Но чаще всего нам-то это все-таки закрыто от нас. Поэтому можно со смирением сказать, что вразуми тебя Господь. Это как бы с надеждой такой молитвенной, да, что Бог действительно сам вразумит. У меня песница есть, ей сейчас 20 лет. В ее детстве мы, значит, в церковь ходили периодически, и она не была против, и достраивала службу. Потом, пока она училась, естественно, у нее другие настроения, другое молодежь, и так далее, все связано с молодежью, с жизнью молодежи. И вот вдруг недавно она изъявила желание исповедоваться. Но это меня возрадовало, что она, значит, решилась вот на такой шаг, что это трудно мечте. Но там, как мы исповедуемся в церкви, все, можно сказать, вряд ли я ее смогу на это уговорить. А вот можно обеспечить как-то вот беседу со священником, например, с вами, отец Максим, договориться как-то, чтобы я смогла ей сказать, конечно, может быть, прийти, конечно, просто беседа. Конечно, конечно. Потому что конечно, я вижу, что ее что-то гложет. Да, лучше даже с этого и начать. Если человек еще сомневается, если он еще, может, даже как бы хочет, но не готов, то да, можно предложить, договориться с конкретным священником, чтобы он ее принял, организовать вот эту встречу. Это будет очень хорошо. Вот. Есть храмы, вот, где исповедь действительно, допустим, утром, людей много, и она подходит для тех, кто вот уже привык исповедоваться, он может за минуту все назвать. А если человек пришел в первый раз, лучше тогда подыскать тот храм, где исповедь вечером, где она неспешная, где может быть отдельная комнатка для исповеди, чтобы это было не на виду у всех. Вот такие храмы в городе есть. Там, где есть специальный священник, учиненный, назначенный для совершения таинства исповеди. Он не между делом, не после службы в торопях совершает таинство, а имеет возможность не спеша. Да.
А вот вы сами в храмы ходите и сами присматриваетесь, вот вы же увидите, спросите у людей, у верующих, у знающих, они знают. Нет, давайте- Подойдите к нам, можно просто беседы отдельно подойти. Это все индивидуально решается. Да, да, пожалуйста. Просто, может быть, сразу надо сказать, что вот, например, у нас в соборе и в епархиальном управлении есть дежурный священник, который всегда есть, вы можете его найти и задать все вопросы, все, что необходимо, с ним решить. Я просто хотела, чтобы она вот в ходе этой беседы, например, она кое-что, конечно, для себя поняла, и, может быть, она и духовника бы себе как бы определила. Это прекрасно. Надо сердечная тяга. Конечно, это прекрасно, когда человек находит вопросы, поэтому эти встречи надо организовывать. И бывает, приходят люди специально, договариваются через знакомых, напрямую. Бывает, даже ВКонтакте вот пишут. Незнакомые люди сами добавляются. Можно прийти побеседовать. Пришел человек час-полтора, бывает и больше. Сидим, разговариваем, человеку надо выговориться, задать свои вопросы, получить ответы. Вот. У меня есть такая Мы, небольшая мы, хитрость. собственно, для этого и служим, для того, чтобы эти беседы проводить. в том А у числе. меня есть такая небольшая хитрость. Я, скажем так, не то, что напрашиваюсь на освещение квартиры, а прошу, вот, может быть, вам прийти поподробнее поговорить с этими близкими родственниками, чтобы можно было бы... И вот мы говорим о заповедях Божьих, все, что их интересует, все вопросы уже домашние, на своей территории, скажем, тогда говорим о тех ценностях, которые необходимы, чтобы они знали, рассказали и открылись. И заодно освещаем квартиру, это тоже очень хороший пример, скажем, тогда важное дело. То есть можно употребить такую хитрость, осветить квартиру. Вроде бы человек не против прийти в храм. Если он хочет прийти, да, конечно, так и сделайте. Можно я хочу спросить? Я бы хотела бы спросить, а вот почему вот это вот, когда вот был Новый год, почему это вот некоторые люди, вот молодежь, по праздникам, почему они употребляют алкоголь, почему, вот, я хочу вас спросить. Вот можно это сесть благо Божье отменить, чтобы они не пили алкоголь? Чуть-чуть поподробнее мы даже отцу Максиму зададим вопрос. Как относиться к молодежи? Это тоже очень важно, на самом деле, для молодежи. Вопрос, как молодежи относиться к алкоголю. Можно ли, допустимо ли? Наверное, в этом, да? Вы имеете в виду употребление алкоголя в таких разумных пределах, как вот, скажем, за семейным столом, там, рюмочку вина, или вы имеете в виду, когда люди напиваются до пьяна, валяются на улице, там, пропивают свое имущество, деньги и так далее, в непотребном виде? Ну что же, это один из видов грехов, которым полна жизнь. Бог дал людям свободу, поэтому Он запретить этого, Он не запрещает этого. Вот у нас есть ограничения, в некоторые праздники у нас запрещена продажа алкоголя, такие есть. Но если человек побеспокоился заранее, купил или, допустим, самогон сам делает, то он будет напиваться. Они потому что перед Богом очень много вот ошибок совершают. Ну, это вот, знаете, это тот вопрос, который мы решать не можем. Вот мы отвечаем за то, чтобы мы совершали как можно меньше ошибок перед Богом и становились к Нему все ближе. А на другого человека мы можем повлиять напрямую, через разговор, или через молитву, или книжечку ему дать, если он захочет ее читать. Но мы же не можем влезть его в душу и сказать, вот, будь таким, как я хочу. Господь дал человеку свободу. Он не дал нам права решать за него. Он сам Бог не вмешивается в чужую душу. Вот, и поэтому и мы тоже не вправе вмешиваться. Вот. А по поводу употребления алкоголя мы ведь хотели даже отдельно об этом наверное, это поговорить. Цель у нас на самом деле будет 1, 2, 3 мая молодежный форум, и мы хотели эту тему очень подробно осветить, поговорить за и против. На молодежном съезде, да. Да. Кстати, пользуясь случаем, приглашаем всех на 2 больших события, которые сейчас готовятся. Это будет у нас 4-5 мая, да, не путаюсь в числах, молодежный съезд. Нет, 1, 2, 3 это съезд, да, съезд а будет, да? 4 и 5 это будет крестный ход. Мая, да. 1, 2, 3 ориентировочно пока молодежный съезд. Следите за объявлениями или спрашивайте нас напрямую. Мы приглашаем молодежь со всей нашей епархии. С республики. Да, направляйте своих, пожалуйста, родственников, детей, знакомых. От скольки лет до скольки? Ориентировочно. С 12, С 12 до 35. До 35. Вот. В прошлом году этот съезд проходил весьма успешно. Место сейчас определяется, все условия определяются, поэтому следите за объявлением. Та молодежь, которая тянется к церкви, но может пока вот, ей как раз нужны такие внебогослужебные формы общения, а там, кстати, будет и служба тоже, то
Вот для них это самое то, это первое. Второе, у нас есть группа молодежного отдела. Если кто еще пока не знает, то ВКонтакте молодежный отдел Сыктывкарской епархии. Включайтесь, добавляйтесь, и там же не строго только прям для молодежи. Если вы сами хотите следить за молодежной жизнью и смотреть, чем там живет православная молодежь Коми-Зырянской земли, и потом так делиться ссылками со своей молодежью, то милости просим. И еще третий квартирник. Да, у вот нас еще. 25 января будет квартирник, православный молодежный квартирник. Будет проходить, надеемся, что 25-го, еще не решили точно 25 либо 26 число, потому что там зависит от 25 либо 26. Вот, но еще под вопросом, тут от одного человека зависит. И если же все будет успешно, то с 5 часов у нас будут открыты двери, в 6 часов основное открытие квартирника. Квартирник – это то место, где мы собираемся, молодежь, поем песни, играем в настольные игры, общаемся на такие темы, которые не можем поговорить в других кругах своей деятельности, да, среди своих же, может быть, братьев, которые не ходят в храм. Да, или же, наоборот, вы хотели бы привести кого-то в храм, вот это та площадка, где можно поговорить на тему веры. Вере, да. И еще мы на 3 апреля, это будет среда, мы сейчас намечаем такой научный диспут о демографическом состоянии, о демографических перспективах Республики Коми и России. Предполагается, что будут участвовать наши вузы сыктывкарские. От каждого вуза будет команда, эти команды будут соревноваться между собой, они будут представлять научный доклад, взгляд на нынешнюю демографическую ситуацию по определенной структуре. Они будут задавать вопросы друг другу, мы им будем задавать вопросы, жюри будут задавать вопросы, и они будут получать оценки, то есть они будут занимать определенные места. Вот. А если молодежь интересуется этими темами, то прошу тоже следить за объявлениями. Ориентировочно пока 3 апреля, после обеда, в 14 или 15 часов, Лесной институт. Вход будет свободный, можно поприсутствовать просто в качестве зрителей, задавать вопросы. Что туда будет входить? Демографическая ситуация – это и вопросы устойчивости семьи, это вопросы сохранения беременности, это вопросы рождаемости, смертности, это вопросы миграции. Все эти вопросы сплетаются в один тесный клубок, который называется демографическая ситуация, которая у нас сегодня сложная. Не безнадежная, но непростая. Вот, о ней надо думать, о ней надо говорить, с ней надо разбираться в научном плане. Этим будет заниматься молодежь под нашим руководством. И, если пожалуйста, приглашаем всех желающих. И присутствовать может не только молодежь. Присутствовать могут все, кто пожелает в этой теме разобраться. Чтобы молодежь выступала со своими докладами. Да, это уже сами вузы будут отбирать, формировать команды. Да. Но если кто-то пожелает. Если кто-то пожелает, если кто-то чувствует в силах включиться, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы организуем участие тоже в этом. Выступление, в смысле, чтобы с каким докладом. Хорошо. Ну что ж, будем завершать. Аминь. Богу Все, слава. благодарим всех за внимание, за общение. Прошу прощения, просим прощения, если где-то в чем-то, может, были неправы, может, кого-то чем-то обидели, задели. Ну и пусть будет во славу Божию и на пользу всем нам. Да, до новых встреч.